том, как он будет проходить. Проходить он будет два этапа. Отборочный, который вы сейчас видите, и основной, который будет через некоторое время. После каждого этапа далее будет проходить определенное количество участников. И завтра в 12:00 мы здесь встретимся, чтобы узнать, кто победит в нашем конкурсе. Сегодня у нас прямо за моей спиной 8 участников, которые будут презентовать свои блюда. Это основной этап, первый отборочный, это презентация блюд. Каждый участник заранее приготовил блюдо из тувинской баранины и прямо сейчас презентует на суд нашего уважаемого жюри. Давайте познакомимся с нашим жюри. Чачагай Амановна Хамушку, научный сотрудник Центра туристской культуры. Второй жюри Салбат Тодороловна Тюлюш, главный эксперт по сертификации и стандартизации. Айсу Александровна Торлук, журналист и трудница. Каракан Михайлович Карасал, ресторатор, предприниматель в сфере общественного питания. И председатель нашего жюри, ресторатор Мирья Владимирович Санчаев. Ну что, давайте познакомимся с нашими участниками. Их у нас на данный момент 7. Аян Гургенович Ильгит, который представляет, ну, можете сюда выйти, да, кафе Паста Бар. Мироза Разматов Шухрат Нигматович, караоке «Пятница» представляет. Тайгана Намдаковна Далан представляет кафе «Юрта Усубудея». Прошу, да. Мангуш Аяс Александрович. Здесь написано физическое лицо, но я думаю, что вы тоже у нас повар, да? Айлана Александровна Артына, кафе Евроазия. Ваши аплодисменты, друзья. Так. Елена Михайловна Мангуш представляет у нас кафе «Этажи». Кафе «Этажи». Азиат Александровна Мангуш представляет кафе «Четихан». И еще один участник у нас Саян Романович Чашол, кафе «Чалама». Гостиничный комплекс. Да? Вот эти наши участники. Сейчас начнется первый этап. Презентация каждого блюда должна включать историю возникновения блюда, способ приготовления, индивидуальные особенности. Ну и, конечно же, после этого этапа мы отберем, наше жюри отберет 6 участников, которые пойдут на второй этап. Ну что, я предлагаю вам пройти за ваши столы и приглашаем сюда первого нашего участника, Аян Дургенович Ильгит, со своим блюдом. Готовил каре баранина с овощами. История происхождения блюда. В основном каре баранина готовят в странах Восточной Азии. Слово каре возникло во Франции. Да, вот. Именно почему именно начали брать ребра и спинную часть? Потому что в нем содержится мало холестерина, чем в других частях. Он более полезен. И я тоже решил, сейчас вперед такой ковид, коронавирус, лучше там о здоровье позаботиться надо, потреблять в пределах разумного. И
нужно сочетать с овощами. Приготовил данное блюдо, сначала мариновал корейку по времени там 4-5 часов, жарил с двух сторон на сковороде гриль, потом в духовке там, при температуре 180 градусов лежал 12 минут, а овощи тоже на оливковом масле жарил, чтобы отличие было, да, чем от растительного, он более полезный. Тоже с двух сторон на гриль сковороде, чуть посолить, поперчить. Очень полезное блюдо. Все. Спасибо, спасибо. Давайте поблагодарим наших участников. Он остается сюда? Попробуем, конечно. Так, давайте. Пока у нас. Соуса никак. Так. Любителям соуса это винный соус к мясу. Tuhan pasta balu. Onun salfetkalar vardır ve сейчас овощи. Чуяр жылында овощи. Хочу еще кабачок, что ли? Ага, чай. Один. Я думала, эта шкала уже есть. Номер сейчас. Хорошо, что сказала. Пока у нас вы попробуете, еще пробуете, да? Или не выносите? Владимирович. Ой, Владимирович. Я напоминаю, что это был первый İyilerin мы презентуем. Рано давать. Я, честно, мясо не очень ем, поэтому... После этого будет второй этап, на котором каждый повар будет показывать, насколько он Попробуем хорошо сочетать. знает вкусовые особенности каждого блюда. Ну что, я предлагаю перейти ко второму участнику. Шухрат Гигматович, Может, туда прошу вас. Свое блюдо. Встречаем, друзья, встречаем. Здравствуйте. Меня зовут Шухрат Нигматович. Я шеф-повар Арки Парапятница. Представляю вам традиционный узбекский древний баранье мясо, приготовленное на собственном соку. Называется джизбус. Это традиционное узбекское блюдо, уже может быть века или 10 века этому блюду. Это первый раз это блюдо было приготовлено в Ташкенте. Между Ташкентом и Самаркандом есть город такой Джазак. Там его и приготовили, такие название осталось сейчас. Джизбус это из того, что там бурлит, это в Казани джизбус, и так его назвали джизбус. Прошу пробовать. Технология. Там кто-то входит чисто на собственном соку. Ну, то есть на бараньем жире там ничего такого нет. За исключением соль, перец. В Казани? Да, в Казани, да. Да, сначала жарится первоначально, потом его тушится 1,5 часа. Максимум времени, час 45 минут. 15 минут на подаче. что-то послушала. Из чего сделано, из какого части? Только из баранины. Ну, Из каких частей? Из какой части? Грудинка там, да, что, да, ребра? Ножка, нога. Ляжка Мякоть. ноги и позвоночник. Все, спасибо. Спасибо, пройдемте. Так.
Пока не отходите, ну что, ну пока пробуют впечатления от участия в конкурсе. Это плохо, то, что она холодная, она должна быть горячей. Должна быть оттуда, потому что баранина сама по себе, когда она остывает, она превращается в печенье. А печенье никто не любит. Лучше там горячий, сочный. Когда кушаешь горячий, это вообще другой вкус. А остывший это вообще другой. Конечно, но я думаю, что наше жюри понимает условия, в которых мы сейчас проводим конкурс, да, тем более в таком онлайн-формате. И, ну, на мой взгляд, очень аппетитно смотрится. Ну, и, это да. традиционная подача, потому что там ничего не идет, ничего Да, лишнего. да. Я не стал Да. класть и Скажите, а вот джизбыс как еще переводится еще раз? Джизбыс? Да, или вы как вы знаете? Джизбыс. Джизбыс. Да, ну, джизбыс, они там придумали это блюдо джизбыс, потому что... Вы прям разбираетесь, да, сразу? Бурлит, да? Нравится, да? Да, вот Да, звуки, да, звуки, издает. джизбыс. Джизбыс. Да, так и Всё. назвали его. А, джизбыс. ну хорошо. С поколения веков он так и называется. Джизбыс. Это 10 традиционное блюдо. веков этому блюду, да, вы Даже сказали? больше. Даже Да, больше. ну, наши дальнейшие там, дедушки, бабушки, ну, чабаны, которые. Да, они, то есть- им же ничего не надо, а соль, перец, ну, по-любому Соль, есть. перец, вода Да, и казан. Да, и Всё. казан. Всё, спасибо вам, желаю всего самого лучшего, удачи. Так, ну что, второй участник презентовал свое блюдо. Интересное возникновение, да, согласитесь, здесь больше 10 веков, ну и, конечно же, узбекские, да, узбекские рецепты в сочетании с тувинской бараниной, мы думаем, что дадут отличный эффект. Итак, следующий наш участник Тайгана Намдаковна Далан представляет кафе «Юрта Усубедея». Ну что, вот это массивное блюдо. Давайте встретим аплодисментами, да, конечно. Так, кто будет презентовать? На русском или на тувинском спрашиваю? На русском. Доброго дня, уважаемые жюри. Мы представляем кафе «Юрту Усубедея», который находится в центре нашего города. Наше кафе специализируется на национальной кухне. У нас все блюда в основном из баранины. Вот. Поэтому мы сегодня решили презентовать чемтежизы. У нас вот эта композиция представлена как спектакль. Сватовство. Потому что у тувинцев издревле самым почитаемым блюдом считается ужа. Это курдюк барана. Всем почитаемым, уважаемым гостям всех праздников подавали его. Готовил его наш повар. Как зовут повара? Евгений. Евгений. Ну, расскажите, как вы готовили, какая технология приготовления блюда? Курдюк варится она на медленном огне, чтобы она там кривой не стала, туда шампуры надевается и варит там минимум 5-6 часов. А вот это тувинский десерт, аймак называется. Сметана, чай молочный, аржа и мука. Ужу. А вот это лежат завернутый индалом. Пресная лепешка, да? Это соус от мяса. Соус брусничный и тузлук. Тоже мясо, все. Чтобы все было гармонично, да? Да. Каждый вкус раскрывался.
Это тоже ваш соус, да? Кукуруза, ужур, алган, все. Спасибо. У уважаемого жюри есть вопросы? Насчет этого соуса можно узнать, что за соус? Лук. Лук это просто самый обычный соус, там лук, зелень, бульон от лука и соль, перец. Из бараньей бульона, да? Да. Перец, укроп, лук, все. Состав. Чуть-чуть чеснока. Чеснока. Ну там это вообще Еще вопросы? Брусничный состав. брусника, тоже соль, перец, сахар. Протертая, что ли? Нет, Или не, она мала. Я там помогу. Ты что? Дом. И вот это что за блюдо? Это салажа, завернутый в тесте. Пингал. А тесто, оно слоеное с этим топленым маслом. Салажа это печень баранья, завернутые тоже в сале, в жире. Режа. Вот из этой композиции основное конкурсное блюдо у вас получается ржа, да? Можно еще дополнить? Так как у нас представлены как спектакль, вы, получается, вы наши Кудаларовы, я пришла сватать вашу дочку, поэтому обязательно тувинцы приходили, самые вкусные и почетные блюда приносили Кудаларга, и чай с молоком, чтобы жир не застыл, вместе с жирным мясом кушают. И, конечно же, самые почетные блюда, чтобы задобрить уважаемых кудаларов, это тварага. У нас представлено 4 вида, 4 разных градуса по мере приготовления вот этого тувинского напитка молочного. Самый первый этап получается 7-9 градусов, когда первый раз варится вообще молочный водка. Вторая получается 28 градусов, третья 43 градуса и четвертая том называется 53, по-моему, градуса. 58. 58. Ну что, поблагодарим? Да, спасибо. И, конечно же, обязательно белый кадак уважаемым кудаларам Хотим быть. и мужчинам. Мужчина больше. Так, ну что, спасибо. Сейчас, я думаю, что жюри оценят ваши... Давайте мы с вами немножко поговорим. Вы прям так хорошо, я так понимаю, подготовились, но вы, наверное, да, знаете, что жюри будет оценивать только одно основное блюдо, но эффект впечатляющий, я скажу вам, да, если бы мне все это принесли, я бы тоже был бы очень. Расскажите вот немножко про процесс варки курдюка, ржа. Процесс варки... Есть, может, какие-то у вас секреты свои? Да. Секреты. Его надо обязательно на медленном огне и долго варить. Минимум 6-7. Обычно его варят там, когда сваты. Да, торжество, когда идет. Когда бывает, ночью начинаешь, и она утром уже готовым получается. И секрет это, чтобы она ровным была, шампуру туда надевают, и она прямо такая. Скажите, а в какой посуде вы варите? То есть это должна быть какая-то очень большая кастрюля? Да, это большая. Специально? Но чтобы казан? она, чтобы она там ровно лежала, да. Все, спасибо вам, удачи, желаю до встречи, я надеюсь, в следующем туре. Так, уважаемые жюри, уважаемые конкурсанты, я
У нас оценивается только одно основное блюдо, в данном случае в этой всей композиции, которая называется чемтежизи, да? Чемтежизи является курдюк, бараний курдюк, это ужа. Итак, я приглашаю еще следующего нашего участника, Аяс Александрович Мангуш. Давайте встретим его. Берите ваше блюдо, тоже художественно оформленное, кстати, очень. Ну, вот сюда на свободное место можете сюда положить. Так. Ну, можете пока начать, да, разговорить. Здравствуйте, уважаемые жюри, зрители. Я представляю бараньи ребра. Она мариновалась 4 часа в соусе и с овощами, с луком, с чесноком. И вот, готовилась она, ну, сначала мы ее чуть-чуть в духовке приготовили где-то на 180 градусов и где-то на 1,5 часа. Ну, не 180, а 160 градусов, 1,5 часа. Она была упакована в фольге, и потом она уже на тарелку. Вопросы? Вопросы, вот что за Вот это помидоры, и это ребра, это овощи, мясо, да? Это да, мясо вот, из да, это мясо вот. какой части? Тоже с ребр. Жирный такой. А рис это как гарнир, овощи для вкуса. Яблоко тоже можно закусить. Называется Дедушкина изба. Дедушкина изба. Дедушкина изба. А там полчадра день. Кто четвертый на нас? Очень интересное название. Вопросы есть, Айсо? Хочется попробовать. Быстрее Это хочется яблоки, Нам не да? видно. Или груша? Это яблоко. Яблоки. Ух ты! Вау. Сочетанием с мясом Юрка, яблоки очень подходит. Зеленые яблоки. Да, качество гарнира это рис. Для украшения это соус терияки. То есть смотрите, как тувинская баранина, да? И яблоки, и терияки. Да. Да, оригинально. Да. Очень аппетитно все звучит, если честно. Она, наверное, уже сейчас остыла. Ничего. Так, еще есть вопрос, уважаемый жюри? Нет. Сколько времени ушло на приготовление? На приготовление ушло где-то, маринование и замачивание, то есть это где-то часа 4, и потом в духовке где-то 1,5 часа. А на чем мариновали? Лук, чеснок и приправа для мяса и соевый соус чуть-чуть. Хорошо. Замечательно. Спасибо. 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 Сейчас попробуем. У меня, кстати, еще вопрос. Как еще раз сказать называется блюдо? Дедушкина изба. Куда ты? Это вот аллюзия на как не берестяной, а вот чум, да, вот это. Толчадр, да. Чум, долженцев, там, Да. и так далее. Да. Баранина. А какой баран у вас? Молодой? Да. Молодой, да, ягненок? Нет, не ягненок, баран. Достаточно молодой баран, да? Барашка.
Вот вы сказали, вы использовали соевый соус, соус терияки. Это, ну, можно сказать, ну, такие японские, восточные, да, то есть в сочетании с бараниной как? Ну, очень вкусно. Ну, жюри, наверное, ценят. Сами дошли до этого? Да. Ага. Ну, как считаете, хорошо все выступили, все нормально, все, что хотели сказать, сказали? Да, я чуть-чуть волновался. Ну да, бывает. Да, Ну, вот перед камерами не каждый день стоишь. Да, ну что, я желаю вам всего удачи, до встречи и надеюсь в следующем туре. Спасибо. Так, ну что, пока у нас жюри пробует блюдо, давайте немножко дадим. Да, спасибо, давайте, друзья. Пробуют блюдо, я расскажу немножко занимательных фактов о тувинской баранине. Мы все любим, уважаем и ценим нашу баранину. Нашим зрителям занимательный факт. Тувинская баранина в 2020 году стала одним из 3 победителей первого национального конкурса «Вкусы России». Тувинская баранина набрала 9999 голосов и выбилась в 3 лидеров в номинации «Попробуй, полюбишь». Это о чем значит, о чем говорит? Что любой абсолютно ценитель, гурман, любой человек, который попробует нашу баранину, никогда не сможет забыть ее прелестный вкус. Ну и, конечно же, в этом конкурсе участвовали 79 регионов. Представляете, 79 регионов. Они подали 508 региональных заявок. И вот из всего этого разнообразия и количества наша баранина смогла достойно войти в 3. Поэтому любые блюда, которые и наши уважаемые участники сегодня презентуют, они в своем роде уникальные, каждое блюдо. Итак, ну что, давайте встретим нашего следующего участника. Айлана Александровна Артына, кафе Евроазия. Не волнуйтесь, да, погромче. Да, очень волнуюсь. Меня зовут Айлана Артына. Я из множества вариаций приготовления баранины выбрала именно баранью ногу, потому что она издревле как бы считается, что самая мягкая часть баранины, она подается самым почетным гостям, и я поэтому назвала блюдо ноянным сыну. Ну, это яство аристократа, можно так сказать даже. Вот. Почему я это блюдо выбрала? Потому что оно на первый взгляд, на приготовление как бы очень просто. Берем ногу баранью, начинаем мариновать. Так как вот в тенденции моды, как сказать, на правильное питание, тут никаких лишних там всяких специй, ничего не добавлено, просто чеснок, соевый соус для замачивания. И как бы сама баранина, сама сочная, наша местная, она без никаких либо прикормов, там, поэтому она сама очень вкусная, сочная и просто приготовлена в фольге на своем соку и на своем жире. Поэтому как бы считается очень полезной, как бы без лишних компонентов, химикатов, можно сказать. Вот. Баранина, она как бы сама по себе жирная, да, идет, поэтому надо всегда подавать с овощами. Я на гарнир приготовила лепешку. Это тонкое раскатанное тесто, приготовленное на пару. Я посыпала зеленью и чуть-чуть масла добавила оливкового. Все, больше никаких других ингредиентов не добавила. На приготовление ушло у меня сутки я поставила мариноваться, и утром уже с 5 часов получается до 10, где-то 4 часа томила в духовке. В
фольге, ну, чтобы приготовилась на своем пару. Так. А какое масло использовали? Тут нету масла. Лепешки. Лепешка, оливковое масло. Оливковое масло для лепешки. Да. Так, еще вопрос? Ну, вообще можно сделать из топленого масла, но оно было бы очень жирное. Для того, чтобы вместе с жирной бараниной. Ну, Спасибо. Скажите, пожалуйста, откуда название, история этого блюда? История? Ну вот я изначально еще сказала, что самым уважаемым, самым вот, почитаемым членом, допустим, правящим Нояном, да, вот, подавались как бы самая мягкая часть баранины. И вот я решила, что нога и как бы очень подошло бы для этого. Королевское явство, да? Да, королевское явство короля. Потом надо попросить вас приготовить мне. Да, вполне. Так. Почему я решила именно потому, что участвовать в конкурсе? В 2019 году приехала Бадма, она именно технолог по той части, что она обучает поваров и выдает сертификаты в Монголии. Вот она приехала, мы у нее проходили курс, 3 дня мастер-классы проводились, и после этого я ни разу не воспользовалась своим сертификатом. Вот, узнала, что проводится такой конкурс, и мне стало очень интересно, и я решила испытать свои возможности, свои силы. Молодцы. Спасибо. 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 Да, ваши аплодисменты, отличное название. Ну, немножко волновались, да, вначале? Да, очень волновалась. Ну, в чем проблема? Ой, не знаю. Просто первый раз так выступаю, наверное, из-за этого. Скажите, это блюдо входит в меню вашего кафе, ресторана? Да, но так как наше кафе только открывается, мы акцентируем то, чтобы именно направление тувинской кухни, развитие популяции тувинской кухни. Популяризация, да? Да, популяризация. И чтобы именно вот баранину, чтобы, ну, как бы уже по европейским стандартам, именно чтобы подавалось с овощами, допустим, и ну, чтобы с разными соусами тоже можно вариации делать разные. То есть вы хотите в будущем тувинскую баранину делать по европейским стандартам, да? Да, ну, можно и так. Можно и так сказать, да? Ну, всего самого лучшего. Спасибо вам за такую хорошую презентацию. Итак, я напоминаю, это была наша участница под номером 5, Айлана Александровна Артына. Сейчас наши жюри распробуют, ну пока пробуют. Давайте познакомимся со следующим нашим участником. Елена Михайловна Мангуш, прошу вас, прошу. Кафе «Этажи». Да, участник под номером 6. Кафе «Этажи», Елена Мангуш. Мен болса Елена Мангуш Михайловна, мен кафе «Этажының» шеф-повары. Болса мен шенім ады Саян Даллары. Саян Даллары болғаштың odayda lodkalı balıkçıların adağında oya hem. İyi bu kasor deydi balıkçıların kasoru. Kasor. Bu dergi paştet Malbek'im olmaktık. Malbek dergi kızıl vino, kızıl araga boldıra. Kızıl aragadan kılgan paştettir. Koy bağırından kılgan. А это по лепешка dergi в качестве знакомый Adanda kalıyor. Bu dergi başta to baran yeriyor da. Fazla da korka.
Давайте я продублирую для потом, да? Да. Мгм. Подерге саяндағылардың қарнында аяқтары, цыганері, яштары. И брусничный соус вместе. Так, я продублирую для наших телезрителей. Блюдо называется «Саянские горы». Да? Это у нас котлеты из бараньей печени с мальбеком. Это красное вино. Да, это у нас представляет собой рыбаков, да, которые с лодкой. Да, на лодке по реке Оя. Да? Да, да. Брусничный соус и фокачча. Да, с чесноком. С чесноком. Все, ничего не забыл. Да. Так, вопросы? А вот это лепешки, да? Да, лепешки. Это фокачча с чесноком и розмарином, это называется. Соус какой? Брусничный соус. Угу. И мы будем дегустировать ребрышки, да? Да. Или котлетки? Вместе. И вот это внизу что? Это под лепешками. Ну, это же, ну, это тоже композиционное блюдо, да, многосоставное композиционное блюдо. Да. Угу. Есть у нас меню. Да, меню есть. Входит в меню. Как готовили? Сначала мариновала. Маринадом там идет соевый соус, прованские травы и чеснок. Все. И мариновать. После этого. И на сколько часов мариновали? День-два? Нет. После мариновки сразу в духовку. Духовкаға или жоқ мариновка сонда тұран духовка же. Соны духовкаға бір шақтап күшті тұрғызған. Қарынды грабы тамашка. Да. Смотрится очень хорошо, да. Еще вопросы, пожелания? Ну что, будем приступать к пойдемте, пока жюри пробуют. То есть у вас это все есть в блюде, да? В основном меню вашего кафе. А где находится кафе ваше? Это возле налоговой, Московская 24. Возле налоговой? Ага, это в городской налоговой. А, внутри? Нет, возле. А, рядом, да? Да, рядом. Это Московская 24. Все, я понял. Вот такой комплекс синий, да, который находится. Да. Ну, расскажите, сколько по времени занимает приготовление этого блюда? 2 часа, наверное. 2 часа, и у меня на столе могут быть вот эти Саянские горы, да? Да. Все, замечательно. Ну, в целом, как нормально, все, что хотели сказать, сказали? Да. Все, да. Не волнуйтесь, все хорошо. Не волнуйтесь. Да, ничего страшного. Ну, желаю вам удачи, всего самого лучшего. Так, давайте, пока там у нас идет распробование Саянских гор, а это процесс, я так понимаю, недолгий, так как у нас там целая композиция. Еще один факт о тувинской баранине для вас, наши дорогие зрители. Самое полезное по вкусовым свойствам баранина происходит из Мангун-Тайгинского района Тувы. Она отличается наилучшим значением аминокислот в белке и большим количеством витаминов В. Поэтому, если кому врачи назначили витамин В, езжайте, пожалуйста, в Мангун-Тайгу, попробуйте местную баранину. Ну и второй факт, который тоже связан с первым. В целом, баранина из Тувы признается учеными экологически чистым продуктом. По показателям белка все они соответствуют мировым стандартам. Вот так вот, друзья, мировым стандартам. Ну и, конечно же, мы сегодня могли заметить и по презентациям наших участников, первое место в рейтинге почетных национальных тувинских блюд занимает
занимает курдюк от барана тувинской породы. Это блюдо готовится только для избранных почетных гостей в особые праздничные торжества и подается с соблюдением всех строгих устоявшихся правил. Тувинский ученый национальной кухни Айдуб Бартан в своих научных трудах указал, что бараний курдюк содержит полиненасыщенные или антихолестериновые жиры омега-3. Вот, поэтому витамины группы В, омега-3, все это содержится в нашей тувинской баранине. Итак, встречаем нашего следующего участника, Азиата Александровна. Прошу вас. Кафе Чедихан. Давайте встретим, пожалуйста, аплодисментами. Да. Уважаемый жюри, мы представляем наш ресторан Чедихан. Мы специализируемся в основном на приготовлении национальных блюд. Так, наше блюдо называется хан юргей, что в переводе означает дворец короля. Дворец короля — это вот наше самое почетное, вот самое уважаемое блюдо. И оно в меню, в нашем меню оно есть. Вот творец этого творения, наш шеф-повар, Азиата Александровна. Так, получается, она готовится, сначала вот варятся вот ребра, где-то от 2 до 3 часов, потом тушится, и овощи тоже на пару, около 15 минут. И вот все мы... вот здесь вот соевый соус, вот, да, все. Да, вот болгарский перец еще. Просто куски мяса, да? Да, хорбаней. Это все баранина. А, тут еще внутренности. А вы мариновали, да? Сколько тут килограмм мяса у вас? Я не знаю даже. Много. А на чем мариновали? Да. Без маринада, да? Сразу сварили и потушили. Вопросы, уважаемые судьи. А вот это что было такое? Подожгли, это что такая подача всегда традиционная? Да. Особенность этого блюда. А чем его лучше всего так? Ну, это овощами надо тушеными, вареными, да? Да, на овощи, да, на пару. А какие-то масла использовали? Оливковые там что-нибудь? Овощи. Оливка. Почему вы используете соевый соус? Соевый соус. Нравится вкус, да? Вкусовые качества нравятся. Особенный вкус придает. Болгарский перец и острый. Да. Острый перец тоже. 2 разных вида перца, надо понимать. И? Да, соус. И соус? Да. Брусничный соус. Все? Все. Спасибо. Ну, рассказывайте, как, и страшно было, что ли? Да? Мне
мне что-то, да, страшно было немного. Но самое же главное, как не то, как ты еще, да, приготовил блюдо, как надо о нем рассказать. Да. Ну, я вроде, у меня опыт есть в этом деле. Но все равно что-то волновался. Ну, вот историю происхождения. Ага, какая история происхождения для наших зрителей специально? Так, получается, с 20 века. Угу. Нет, в конец даже 19 века. Угу. По Буян Бадырбек, да, становление нашего государства. Да. Возникло это блюдо. Да. Угу. Я прочитал именно. Спасибо, удачи вам, всего самого лучшего. Следующий наш конкурсант. Так, подождите, у нас еще идет. Так, ну что, пока у нас жюри пробуете, да? Дадим вам чуть-чуть времени, а мы немножко разбавим даже фактами. Но давайте я расскажу сначала о том, сколько у нас участников. Да, я говорил, что 8 участников. У нас добавился еще один участник, который сам представится. Сейчас идет первый этап отборочный, презентация блюд. Каждый участник подходит к жюри, по очереди презентует свое блюдо. Презентацию включает историю возникновения блюда, способ приготовления и с чем его лучше употреблять. Ну что, давайте еще один факт о баранине мы вам расскажем. Связан он с любимым блюдом, наверное, почти всех тувинцев. Это изихан, кровяная колбаса. Тувинцы говорят, что насыщенное мясом поступает именно от него. Баранина, сваренная в одном бульоне с ханом, имеет особый, понятный, пожалуй, только тувинцам вкус. Только в нем заключено не только чувство физического насыщения, но ощущение гармонии с родными и окружающими. Ну, я еще раз давайте напоминаю всех, кто оценивает наших участников. Чичагай Арлановна Хамушку. Вот, пожалуйста, давайте встретим аплодисментами. Да, друзья, главный научный сотрудник Центра тувинской культуры. Карасал Карахан, наш предприниматель в сфере общественного питания. Мерген Санчевел, наш ресторатор. Торлу Айсу, журналист. И, конечно же, Тюлюш Салбак Тадароловна, эксперт по сертификации и стандартизации. Так, ну, у нас есть регламент, уважаемые участники, давайте соблюдем его, да? Жюри распробовало? Жюри распробовало участник. Ну, я тогда с удовольствием приглашу следующего участника. Им является Саян Романович Чашол, который представляет гостиничный комплекс Чалама. Вот он. Прошу. Здравствуйте. Кафе Чалама данному конкурсу представляет блюдо благоденственная юрта. Дальше я объясню значение нашего блюда на тувинском языке. Олды эргем шагдакы биздин өгөлөрдүн олды өгдө эрге өртемчейдин бичиге бере турган болсо санап жаранан шакты биздин карапчадан
Oqdan күннің herelerinden çaktı görüp jarana. İşte жаңаштың bu ögderip çörtem jay. Da ögüşne şu tuje teng deski oldu. Akla gara kadıglı çım jak den oldu. O ögünün mazı heviri salandı. O qarında o da sütü çayı sütün toğa. Dar olduğuna bakay. O da erge ögüce girip verdi. Ögün eji boğun sonda. O da erge ögünün er zonadı bodaladı. O da erge kız zonadı. Ögünün girip vergeli salagay taladında çığışkın oldu darbalara. O da çığışkının onunda bu mantıqlar deyil. Onun erginin de onadı deyil. Çi ergice güç şıklar gerek oldu. Çi güç girenden açmak etler koltuk kedi. Kız kimin aladı? Onda köy bolduğunda da adamda köy bolduğunda apodur bolsun da aladı ya. O simjak çenler çenler kıyam ögünün kız ezini vurdu. Tabii halı yazlar nura. Yamasın çip. Badalın çip çenler badalın ağacın. Akla gara katlı simjakın kazol bolup turarı. Çuttu teң deski oldu. Ögünün sunulgan jemiz oldur. İdo arında Moğol tuva koylar em oldu. Oy. Em oldu nileydi. Mesela koyada arız bayıldı arı kayıt kodur. Ulu güçlü oy odur güçlü bet pro otura. Oy. Bet pro lesan odur otura. Çünkü bize tuvanı koydun tözü bir dojasında koy vitaminler gibi çoğu холестерин жоқ болып тұрады. Жаңаштың тұрып тұр. Бұра. Сіздердің қайы кезең алғандар? Мұнда қойның егілері төжінің де бічі-бічі қылдыр еслек ба. О деранам өң еді. Мұнда өкпәуілі жүрек тайға тоғыру. Мұнда қандық данды аманан жылы жолар бұзы. Орыс ауыру да қыратын жүйе. Шалта туалар бейіп жұрайынызда дөгіле туа. Toylardan olan yeri çok sıra. O da erge bu hoca da deri çadır. Par bilenin pardan içinden açın kalıyor par. А тут белое это тонко нарезанные что ли печень? Это соус. Соус. Ореховый паста. Какие орехи использовались? Кедровые орехи. Еще перемалывать, потом что добавляете? Печень внутри, это что, творог или Демир начинка? Ореховая начинка. Я не поняла, там получается сметана и орехи, морковь, да? Соль? Еще раз название вашего блюда. Посередине бульон просто, да? Ортызды ожық орнында қара башқынан жадыралары. Карамин жайызы. Карамин айтты. Посередине это соус получается, да? Вот. Соус, как соус получается, да, посередине. А что туда входит? Из чего? Это карамин. Бульон из потрохов, да? Скажите еще вопрос. А ребра вы как готовили? Ребра я мариновал и запекал. Сколько мариновали? И чем? Запекали как? Запекали? Какой градус, сколько времени, по времени сколько? 200 градусов. 200? На где-то 4-5 часов. Мне кажется, никто не говорит точное время маринада, потому что у нас же тувинское время, то есть примерно 5-6 часов будем, или всю ночь. Как-то повара должны все это знать, потому что они насколько поставили. Вот внизу вот эта лепешка, что ли, все, которые, она унулталган, да? Как этот, как блин, шиптек сейчас. А как она, как готовили вот этот именно печень? Печень? Блендер перемалывал. Блендер перемалывал, да? Потом жарили? Да. Яйцо? Яйцо, молоко, соль, перец. Это, еще раз, это блины из печени? Да. Да. Ну, основное блюдо будет вот ребра, да? Или печень? Нет, это все. Все сложные.
Колору южу, если заготовку делать, то минут 20 максимум. Заранее заготовку делать. Печень тоже бараньи, да? Ужура чем фаршированная? Ужур, мясо, баранин, говядина. Мясо. Там фарш или... Рубленый. Рубленый. Манту тоже рубленое мясо. Баранина. А что, рубленое мясо лучше, либо фарш накрученный? Рубленое. А почему? Не знаю. В древности не было. Да. Сохраняет сок еще. Машинный. Сохраняется сок, меньше контакта с железом, поэтому оно больше сочный, питательный и вкусный. Вкуснее так получается. Хорошо. Да, все. Еще вопрос, Пробуем. уважаемый судья. Все, пробую. Пойдемте. Хорошо. Холодно, да? Тоже, да, у вас печень. есть. Да, это Люди, да, есть. Может, его просто нарезали, так тоненько. То есть, если выиграет, то это блюдо... Да, конечно. Безусловно. В меню. Я вообще впервые в жизни такой ем. Интересная посуда, то есть деревянная, Блинчики с сделанная. печенью. Так вы делали, да? Сами? То есть это сотрудники вашего заведения сами делали, вырезали, выжигали, то есть рисовали. То есть получается, ну сколько, немного же можно таких сделать, да? Ну как это называется, сервировок. То есть это вот такое вот, как это называется, когда подают-то, сервируют. Сервировка. Да, все, вот. Ладно, спасибо. Ну все, что хотели рассказать, рассказали. Ладно, удачи. Так мне подсказывает, что еще один у нас участник, да, есть? Есть? Вы еще один участник? Нет. Все, друзья, я так понимаю, первый тур, отборочный этап на этом завершен. У нас в жюри тоже чуть попозже каждое блюдо, да, еще распробуют, где не смогли распробовать. Сейчас мы берем небольшой перерыв. А перед перерывом я бы хотел, конечно же, поблагодарить наших замечательных спонсоров, наших партнеров, тех людей, без которых не состоялся бы гастрономический онлайн-фестиваль, фестиваль тувинской баранины. Давайте поблагодарим наших замечательных партнеров. Это телекоммуникационная компания ТВА Связь Информ, которая делает доступными технологии, современные технологии на территории нашей Великой Тувы. Фермерские рынки города Кызыла, всегда свежее мясо, овощи и фрукты. И я тоже думаю, что все наши конкурсанты пользуются продуктами из фермерских рынков города Кызыла. Также мы благодарим кафе национальной кухни Тоскарак, ресторан «Царская охота». В «Царской охоте» всегда царит хорошая атмосфера и вкусная еда, а также наша особая благодарность рекламному агентству «Радуга». Сейчас 20 минут буквально мы возьмем перерыв и подведем итоги первого этапа нашего конкурса. Желаем вам удачи, до встречи через 20 минут. Уважаемые жюри, участники, гости и зрители, давайте поаплодируем друг другу. Ой, молодцы! Сейчас. Если как бы вот наши приглашают, Давайте попробуем блюдо, да, сказали? Да. Макс. Красивая. Вы меня перебили, да? Уникальная. Самобытная. Свободная. Она парня. Вдохновляющая. Да. Девственная. Ну, короче. Неизведанная. Всего по чуть-чуть. Попробуем. Удивительная.
Дружелюбное. Открытое. Тува. Мир, который может изменить твою жизнь. Мир чистой воды, свежего воздуха, мир звездного неба и первозданной природы, сердце кочевых империй, земля живых традиций. Тува — это когда ты с детства всем сердцем гордишься тем, что здесь начинается Енисей, что именно здесь находится географический центр Азии, а несколько тысячелетий назад здесь жили скифы. У этих рек и озер, священных гор и тайги, и в этих бескрайних степях. Мир, сохранивший свою самобытность. Тува — это когда твое сердце бьется в такт скакуну в степи, а в небе орел исполняет свой танец. Тот самый танец орла, танец свободы. Тува — это когда накал страстей, азарт, адреналин. И все это место силы, и ты часть этой энергии. Тува — это когда твое сердце замирает от магии звуков шаманских бубнов, когда по телу мурашки от пений горловиков, и еще чуть-чуть, и это почти нирвана. Тува — это когда весь мир — космос, и ты — космос. Тува — это когда весь мир — это ты. Мир без границ. Мир новых открытий. Мир, с которым ты на «ты». Тува неизведанная. Подключись за 1 рубль и получи мегабонусы от ТСИ. Wi-Fi роутер бесплатно, высокоскоростной интернет до 100 мегабит в секунду и IPTV с телевизионным пакетом каналов, включая местные. ТСИ 37070. Уважаемые зрители, мы продолжаем наш гастрономический онлайн-конкурс «Фестиваль тувинской баранины». Прямо сейчас прошел, только что перед вами прошел первый отборочный этап. Каждый участник презентовал свое блюдо, свою домашнюю заготовку. Напомним, что каждый участник должен был предоставить по условиям конкурса только одно блюдо. И сейчас я хочу дать слово нашему уважаемому жюри. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления по отборочному этапу и тех участников, которые прошли далее на второй этап. Мне наиболее был интересен и красиво было подано уже в традиционном теспи блюде и с национальным ножом. Участники постарались показать шоу и, как сказать, пример мини-спектакля «Сватание невесты». И нам очень понравился чай с проса, по-моему, пшеничное. И данное блюдо, данное представление было очень даже кстати, потому что мы из всех частей, которые готовятся из баранины, наиболее почетное место занимает все-таки курдюк и грудинка, точно, которые наиболее красочно подается и наиболее имеет важное значение в традициях и обычаях нашего народа, которое к нам пришло из древности, и поэтому
Вот данное уже, наверное, украшение отборочного тура данного фестиваля. И спасибо вам, участникам, что постарались нам преподнести большое такое уже. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые участники конкурса, мне понравилось блюдо Монгуш Азията Александровны, кафе Чидыхан, потому что это блюдо они преподнесли оригинально. Блюдо сделано из бараньего ребра, и ингредиенты вот этой блюда, которых в основном сделано овощи, тоже сложное блюдо, но преподнесено очень эффектно, потому что они бараньи там ребра сделали, как вот это сделали, и при жюри они подожгли, и сразу вкус появилось. И в том, что они говорят, вот это блюдо в их ресторане, фирменные блюда, но чтобы так и оставалось, когда вот у нас суть проекта в том, что у нас тувинские бараньи готовят во всех общественных питаниях, чтобы у них вот это блюдо обязательно готовилось для гостей и для посетителей своего ресторана. Поэтому они, я думаю, готовились тщательно и преподнесли такое блюдо. Блюдо называется у них хан өрге. Уважаемые конкурсанты, я в первую очередь хотела бы вас поблагодарить искренне за ваши старания и труд. И мы все видели, как вы волновались, и мы всячески вас поддерживали улыбками какими-то, да. И конкурс есть конкурс. Вот мне лично понравилось абсолютно все. Я побывала во многих странах, могу сказать, что с нашей тувинской бараниной несравнимо ничто и никакое мясо, я считаю. Поэтому я еще хотела бы отдельно поблагодарить вас за оформление, потому что одно дело вкус, а другое дело еще подача, да, как ее красиво подать. И поэтому я вам очень благодарна, что вы нам показали такое зрелищное, потрясающее шоу. Я думаю, мы все не забудем этого никогда. Вот. И в свою очередь, конечно же, я понимаю, что вы люди творческие, и я желаю вам творческих успехов. В любом случае, это конкурс, и спасибо вам. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые зрители. Мне лично больше всего понравился участник под последним номером. Так, название блюда было там «Өлчейлих өрге». Понравились там именно бузы. Там рубленая баранина, курдюшный жир и говядина. Недавно я проводил опрос среди своих земляков, среди общественности, и многие выбирают из самых любимых блюд именно тувинцы, наши земляки, пельмешки и бузы, манты. И именно вот в рубленом виде мне очень понравилось. И еще я бы отметил сервировку, именно вот как подавали вот внешний вид всех этих блюд. Спасибо. Евгений Владимирович, просим немножко ваших впечатлений и итоги. Да, я вот считаю, что все презентовали свои блюда, домашние задания, да, вот, на очень высоком уровне, поэтому нам сложно было выбрать, а придется выбрать 6 участников на следующий этап. Вот, по нашему мнению, на следующий этап проходит Мирозоразматов Шухрат Нигматович, караоке «Пятница». Долан Тайгана Намдаковна, кафе «Юрта Усубедея». Артна Айлана Александровна, кафе «Евроазия». Монгуш Елена Михайловна,
кафе «Этажи». Мангуш Азията Александровна, кафе «Чедыхан». И последний, шестой, Чашол Саян Романович, Чалама. Я бы тоже хотел отметить всех участников, которые прошли дальше. Ну и, конечно же, я соглашусь с мнением жюри, каждый участник проявил себя максимально продуктивно. Я думаю, что каждое блюдо достойно быть в меню любого ресторана в нашей республике Тыва. Но также хотелось бы, я хочу позвать сюда Аяна Дургеновича и Аяса Александровича. Давайте вот, подойдите поближе, друзья. Спасибо вам, спасибо за участие. Мы желаем вам всяческих успехов. Это всего лишь конкурс, это всего лишь мнение разных людей. Я очень благодарю вас за популяризацию от имени Министерства экономики Республики Тыва. Всего самого лучшего, удачи. Надеемся, каждый зритель, который нас смотрит, один раз да придет и попробует ваше блюдо. Спасибо вам. Спасибо. Ну что ж, я попрошу участников пройти далее, да, для подготовки ко второму туру. Что нас ждет во втором этапе? Сейчас начнется конкурс на лучший вкус. Так как повар отвечает за конечный вкус блюда, у него должен быть очень хорошо развитый вкус. Суть нашего конкурса состоит в том, чтобы нашим 6 конкурсантам с завязанными глазами мы будем давать на пробу измельченные блендером продукты. Это могут быть самые разные. За каждый угаданный продукт, за каждое угаданное блюдо наш конкурсант получает 1 балл. Собственно, все очень просто. Чем больше ты отгадал, тем больше у тебя баллов. Это первый такой предварительный этап, да, чтобы мы поняли, на что способен каждый конкурсант. Далее будет второй этап нашего конкурса. Это воспроизведение блюда. Да. Мы покажем блюдо, и из продуктов, которые есть в наличии, нужно будет воспроизвести это блюдо. Кстати, я хочу, чтобы зрители понимали, мы сегодня будем готовить не на профессиональном оборудовании. Да? Это газовые плитки, можно сказать, это открытый огонь. Да? У каждого будет открытый огонь, как и у наших предков, когда они, собственно, начали изучать методы готовки тувинской баранины. Итак, вот они, эти продукты. Можно где-нибудь крупно взять, пожалуйста. Ладно, пока идет подготовка, я еще раз хочу поблагодарить наших замечательных спонсоров. Это телекоммуникационная компания ТВ Связь Информ. Давайте мысленно и все поаплодируем ТВ Связь Информ, друзья. Также наши замечательные партнеры, фермерские рынки города Кызыла. Всегда свежее мясо, овощи, фрукты. Мы благодарим ресторан национальной кухни Тос Карак и ресторан «Царская охота», где, собственно, у нас проходит наш сегодняшний конкурс. И также мы благодарим рекламное агентство «Радуга». И, собственно, всех, кто помогает проводить этот конкурс, это Министерство экономики, правительство Республики Тыва и наших замечательных членов жюри. Так, первый участник готов. Я думаю, что мне нужно пройти рядышком, да? Так, у меня ответственная миссия. Кто у нас? Мангуш Елена Михайловна. Итак, давайте сюда поближе подходите. Я вам буду кормить повара, собственно. Очень просто.
Еще бы мне самому знать, что тут. Вот, конечно же, вопрос. Так. Так. Это? Горох. Горох. Верно, неверно, я не знаю. Но я думаю, что... Так, рот. Ап. Ложки потом поменяемся, да? Так. Это? Не знаю. Нет ответа. Угу. Так. Вот это тоже можно давать, я так понимаю, да? Подождите. Можно воду? Воду? Да, воду давайте. Еще раз, да, хотите? Или это же блюдо? Или... Еще раз. Еще раз. Ваш вердикт? Фасоль сказали. Так. Ну что, давайте. Что как? Внимание. Ваш ответ? Так, ну, вообще невкусно, говорит. Так. Но бывают у нас безвкусные продукты. Видимо, в сочетании с какими-то другими они дают... Так, внимание, следующий продукт. Какие-то подсказки можно же давать, да? Нельзя? Ну... Это что, кровь? Кровь ответ, да, был? Ну, вы сказали кровь, да, но я думаю, что близко где-то. Еще раз давайте. Ну, у жюри есть же правильный ответ, да? Я думаю, что если это просто вариация одного этого названия. Да, карамель. Измельченный в блендере карамель. Да. Все, спасибо. Так, и, может, водички попьете перед последним? Сейчас я вам дам этапом. Так, внимание. Это уже... Это ливер, да? Ваш ответ – ливер. Да. Ливер. Зафиксируйте, пожалуйста, ответы. Спасибо, спасибо. А теперь можете открыть, посмотреть все, что здесь было. Первым вы пробовали вот это, второе, третье, четвертое и последнее. Так тоже непонятно, да, что это? Да. Так. Спасибо, спасибо, друзья. Обновим, да? Да. А набор продуктов, он же одинаковый, да, я так понимаю? Все верно. Так. Так. Далее. Шахрут Нигматович готовится у нас. Шахрут Нигматович. Ну, собственно, все верно. Так.
Вода для того, чтобы перебить, да, вкус. Так, в правую руку возьмите воду, поднимите руку, правую руку поднимите выше, просто вытяните вверх. Да. Вот, чтобы у вас, да, да. Так. Я тогда, так как у меня уже тут написано, какие продукты, я буду уже говорить, наверное, сразу, да, да, нет. Так, первое, внимание. Внимание, рот. Так. Очень таинственный момент, да? Так. Ваш ответ? Это брокколи были. Так, брокколи. Предыдущий участник дал 4 правильных ответа. Ой, подождите. 3 правильных ответа. Да. Так. Внимание. Легкий. Нет. Так, аккуратнее. Давайте еще раз. Кровь. Ну, вот это легкие. Почему-то все говорят кровь. Вот у меня вопрос. Жюри, пометьте, пожалуйста. Предыдущий тоже отчетник, да? Нет, он предыдущий продукт сказал легкие. А когда были легкие, он сказал кровь. Предыдущая участница тоже сказала кровь. Видимо, есть что-то общее. Я просто попрошу пометить. Так, внимание. Название забыли. Так, подождите, давайте внимательно. Может, вы имели в виду другое. Еще раз давайте дадим. Да. Нет. Да. Я вижу, что он понял, просто не может сказать. Еще раз. А? Итак. Спасибо. И все, да? И последний. Так. Внимание. Может, побольше давать, прям всю ложку. И вот это фасоль, да, это точно фасоль. Все, друзья, аплодисменты. Спасибо, спасибо. Правильно был отгадан фасоль, легкие и брокколи. Да? Так, следующий участник. Кто у нас? Юрта Усубедея, да? Юрта Усубедея. Пожалуйста, возьмите воду.
Тогда побольше буду давать. Это кафе юрта Усубидея, да. В протоколе написано Тайгана Намдаковна, но это не Тайгана Намдаковна, как мы можем понимать. Так, внимание, рот, Я ориентируюсь только по цвету. Ваш ответ? И? Брокколи. Брокколи, верно. Верно, 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 да, ничего себе. Так, воды. Так, внимание. Это кровь, кровяная колбаса, что ли? Опять кровь говорят, поэтому я думаю, что... Ну, у меня написано легкие. Лег. Да. Но я думаю, что да, там очень очень похожий вкус, поэтому... Так, внимание, следующее. Это желудок. Желудок, верно, верно. Харен. Да, 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 верно. Так, аплодисменты. Интересно. Так. Внимание. Горошек. Ваш ответ? Горох. Горох. Зеленый горох. А теперь попробуйте. Это еще одно. Это не был горох, это была фасоль. Да, да. И? Вот это горох. Все верно, да, друзья. 4 правильных ответа. Аплодисменты. Аплодисменты. 4 правильных ответа. Пока больше всех у вас так. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Так, вот 3 участника у нас прошли, еще 3 участника. Следующий пока у нас готовится. Да. Для наших телезрителей, которые смотрят, тоже объясню. Зеленые — это брокколи, коричневые — это легкие. Фасоль светло-коричневая, бежевая, желтый горох и телесный — это, ну, я понял. Ага. Сейчас я их еще помешаю. Так. Так, пожалуйста, возьмите. Ну что, начнем? Внимание. Откройте рот, да, да. Это горох, да? Горох сказал. Верный ответ. Верный ответ. Так, внимание. Бараньи потроха. Это
Ижинхарын сказал. Да. Правильный ответ, да. Хрын. Да. Угу. Что бы выбрать-то? Так, ну ладно, вот это попробуйте. И? А нюхать можно же, да, или нет? Можно. Что-то без соли. К сожалению, это не рыба. Это были брокколи. Так. И внимание. Внимание. Так. Что вы думаете? Что вы думаете? Это, конечно же, фасоль. Да, фасоль, друзья. Аплодисменты. Тоже 4 правильных ответа. Пожалуйста, возьмите нашего участника. Точно, точно. Так, еще одно же. Тогда 3. Вот для этого у нас в жюри сидит. Так, как легкие, он сказал, легкие. И это правильный ответ, да, это правильный ответ, друзья. Аплодисменты. Правильный ответ. 4. А? Да, ваша апелляция не прошла. Так, давайте. Спасибо. Проводите, да, можете снять. Водичку возьмите, пожалуйста. Да. И кто у нас еще один участник? Кто остался? Чтобы зрителям было понятно. Не менять, Да. а тогда будет понятно участникам. Все понятно. Да. Да. Все. Но, в принципе, можно ее и не менять, потому что если участники вне нашего помещения, да, давайте в окружную пройдем. Ну что, второй этап у нас продолжается. Это у нас, я напоминаю, определение продуктов по вкусу. Каждый повар должен понимать, что и угадывать по цвету и вкусу продукты. Кто у нас? Айлана, кафе Евроазия, да? Итак, поехали. Вот, вы оцениваете то, что я вам сейчас дам. Рот. Так. Вам нужно угадать, что это за блюдо, что это за продукт, да? Ингредиент. Что? Брокколи. Это верно, это брокколи, да. Да, можно, да, запить немножечко, обнулить свои вкусовые рецепторы. А вода с чем? С лимоном. Так, хорошо. Это не в конкурсе, да, так. Так, еще раз, рот. Что это за продукт? Продукты, измельченные в блендере, да. Итак. Легкие. Легкие, да. Легкие. Правильный ответ. Далее. Что-то
внимание. Ам. Накормил всех поваров. Так. Вкусно. Нет? Так, ваш вариант. Да, это верно. Верный вариант. Да. Пока вы ни разу не ошиблись. Да. Так, внимание. Ам. Очень интересное участие. Каждый продукт вот так вот пробует, говорит, что ж вы мне дали? Так. И что это, по вашему мнению? Итак. Так, вы должны один ответ дать. Фасоль. Верно? Верно. Так, ну что? Финальный продукт, вот он. Посмотрим. Все верно. Запейте, да, хорошенечко. Так. Итак, ам. И это горох. Да, верно, друзья. Аплодисменты. 5 из 5. Спасибо. Мы вас поздравляем, Айлана. Открыть глаза можно. Вот можете даже посмотреть, убедиться, что это действительно то, что вы ели. Все. Аплодисменты, друзья. Аплодисменты. Так, 3, 4. Так. Все участники прошли? Нет. Еще 6-й участник. Это Азиата Александровна, да? Кафе Чидихан. Кафе Чидихан, это 6-й участник. После вот нашего этапа у нас будет небольшой перерыв. Мы приготовимся к следующему этапу. Итак, я сейчас буду вам давать продукты, измельченные в блендере. Пожалуйста, хорошенечко попробуйте, распробуйте. И вам нужно сказать, что вы попробовали. Итак, внимание. Это брокколи. Это брокколи. Верный ответ, да. Поехали дальше. Итак, это горох. Горох, и это, да, верно, это горох. Так, поехали дальше. Внимание. Это легкие. Легкие, да, абсолютно верно, легкие. Уж как хорошо идете. Так, внимание. Итак, ваш ответ. Мы хотим узнать, это, по вашему мнению, это
Сердце. Ответ был. Правильный ответ. Хрен, да, желудок. Так, и еще один продукт. Внимание. Конечно, никто никого еще сигналом внимания не кормил, мне кажется. Так. Так, и ваш ответ. Вот насколько это сложно, да, определить? Там же нарушена молекулярная структура, да, продукта, то есть это чисто по вкусу нужно определить. Ведь как продукт определяется, да, по структуре, по твердости, по вязкости. А тут вот каша кашей. Так, ваш ответ. Нет ответа. Правильный ответ – фасоль была, да. Фасоль. Ну что, аплодисменты, друзья, аплодисменты можете снять. Первая часть второго этапа у нас подошла к концу. Спасибо, да, спасибо. Все участники продемонстрировали, но, на мой взгляд, вполне хорошие результаты. Большинство, больше половины продуктов были угаданы правильно каждым из участников, а кем-то почти даже и все продукты. Сейчас мы будем переходить к второму этапу. Это воспроизведение, да, воспроизведение. Наш председатель жюри будет выносить блюдо на дегустацию, и после него участники в течение определенного количества времени должны будут воспроизвести это блюдо теми продуктами, которые у нас есть. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого мы вернемся и продолжим наш конкурс. Амыргын. Чүндей балды кеп жормынды жара жүргілер. Менам Тыва Республиканың сайғарлықшылар деткейір фондының ұз шеверлер біле ажылдар төбінің бұзы ажылдақшысы Чодыра Қаңол дейір. Мен ақсаны Чимтолына дейір. Бұл Қызыл Хорайның төбінде Сүбедейнің өргезі деп кафенің езі, хережен езі болып тұрген. Тәккетір. Жаңаш бейер олырып шалап тұр мен. Сүбедейнің өргезі деп жаға өргейді алдап келдіңіз. Өргейнің езі оқсана Чимидоловна өзі бізді қайғамжық олы бай-байлақ дерік бағынысты олында ұтқы пүлеу алды. Біздің сайғарлықшылар дедкеге төптің бұл күнлерде болса ұлы хемжек еттен болса келер. Дава хой деп болса ұлы мұндық хемжегінің өзі онлайн хемжегінің өзі еттірер біз жак берге ол хемжеге өзі хамарыштыр. Бичи дава хой дава кишінің бұзы чип чораны ашевінің доғайында чи чуғадың қылыптар бізбе. Хан жерам жер анияқтар бәзі шыпты шоғылық малмағанда соғынан білбес, жорба запарған жаңа жоғыны тарадып, жар еттіріп тұрарадыққа чүйді деп санап тұрбен. Жаңа жам өге бірді аркекпен кешіне жер қанды да пажынға, қанды да өге кейерге тұва кешінің жаңжылы сүттік шайын құдып бер, жаңғаш бұл сүттік шайыны жорғаш жерам көрежіп қойды ғайында жұғала жыр болғандар біз.
Ам біз жар тыва жемні қылып ажылданыстан бер бұл тос шылдыр. Бұл өз болзам тос шылдырып тұрар. Өсті біз қожам ол қожаларыбыстан қылтытқаш 10-2 алғаш мұнда тұрысқан ұспес. Бұл олза 10 иханалы көг. Тошыл ішінде саян артынан келген алчыларыны Ботуыстың республикасының қожунарынан келген алчыларысты чең беріп, соны ұрғадып жап тұрарыз біз. Жаңаштың ампот столғында олза телген жернер дерге амсілерге олза сүтті шайымны құдып бердім. Бұл шайыны қайындырғаны аза бір янзы арбай далғаны саржақ білі қолып тұрғаш үлгілжім жар қайындырып тұрар. Ана шайы өз мұнды тузақ баған, сүттік баған арбай далғаны саржақ білі қады қолып баған шай болып тұрар. Жаңаштың бұл шайыны олза ұлыс бір үзі ішке шаянзынар. Жүгез амданы бір янзы болып тұрар. Амбошақда пістер қанды екпес бічі пакеттерді суқпан шайны суға қайындырықпан суғам жап сүді үсті құтқа жам сүттік шай ежі олыр біз дейілі ой біз. Үндік әвес сүттік шайны қайындырары бір янзы. Шағанда қырғанам сүттік шайны қайындырарда қайындырып дыққа олық пашқа қайындырғаш ұлық қалға біле шудана көктелдірін жар сарып. Онам ол шайын ішкеш, ауғда бажым ары етіне өті дейрам. Бодап тұрарға ол сарып ол кислород, өңі жоқ кислород кейір тұрғынан сайжы. Ама ол ұңғаран жүк өй кислород сіңе өрген шайыны жерген жар бажының ары екежіп тұра болып тұра жеді. Шайыны қайындырарда аза янзы шай база тұва шай, көңгі заңғы тара білі қайындырар, шеңне білі қайындырар, тұва далғанны қолып тұрғаш қайындырар. Анамды біздің бой жыптырар шай ұстозы қымыран шай дейір, ол дейір ғана бічі шай жөле шемі жетпес, болға сүттік баған шайны қымыран шай дейір. Біздің бұл шайысты әманан жарап бір жер болса езілік тодыңғыр өй жер болса кеш семіріп база болырындық шай дейір. Күш кейірер. Саржа қолымақ білдергелі соғықты үндіріп тұрар. Біздің шайыбыз дерге базам ем база болып тұрар. Жаңаштың әм жер тұва кешінің жемі шұптузы ем бор деп жөлер біз. Біздің әм тұваларының бозам шұт қол чіп жоран жөзі жүдерге бұл чинге тара, арбай далғаны, ақ тара далғаны, сүттен қылған бұл бұштақ, бұл мұнда өзі шөйген бұштағыстыр, чөкбейвістір, өремевіз, құрғадық баған аржывыз дештің бұл қамық құрыт дейші өңі жоқ. Мұнда жемнер біле жемненіп жоран ұстыр біз. Жаңаштың далғанына мәнін дерген бұл өзі үске бұжырқ баған далғаны ұстыр. Бұл өзі қарық баған пин далғандыр. Ол қарық баған пин далған дерге базы пістер бән мәналан жар қарған далған ана тұтқаш қылған далған өз. Ол далғаны далғанға саржағыны сіңіріп қылық баған далғаны өзін жаңа жұлыста біздің бұл қарған далғанысқа тұққанақ. Ол қарған далған, он біздің бозымда хужурлар деп жемеміз бар бұл хужур. Хужур дергам чүл, амда жанды ұлыс болсам тыртып етті, чөлік қылықпан бор деп бодап тұрарлар борының. Үндік әвес қой едевілі олғаш қойның құдыруының чаан бежек біле чип хеп онам тұраш бұжырған. Мұнда қандық да соғынна, қандық да берес жоқ. Жүгезе тұва ұлыс жемінге тұстан өске, тұва құржадан өске чүнді қолывас тұрған. Жүгезе замданын өскеттір дештің. Жаңаштың бұл сілерге беріп тұрарын бұл тұва мүн дерге, қара мүн көріңерден. Бұл қара мүн дерге, жүге қара мүн дейін. Жүге дізе қайындыра керге қан білі қаты қайынғаштың өңі қарара бер. Ам қара мүн дерге база шынавла ем дейін. Шағында тұвалар тоңғаш араш келгеш үргілжі қара мүнін ежіп дердіп база емнені ап тұрған. Чаба жаны елеріне база албан қара мүні жетті. Жүгезе соғы үнзін дештің, дерітсін дештің. Біздің қара мүніз база ол төгілің мүндір ол. Бұл қара мүні базалам, біздің қой дұғайында, қой едінің қылған деп тұрар болған сонда. Именно чүлі қойының едінен, қойның ештінің қырынан қайындырық баған жö болып тұратыр бұл мүн. Онам жерам қой дерге біздің тұға жонның амшына олар шағдан тұра азырақ бөген амтаны болып кер азырар
ол дээрге шу чынавлы чүзү тартпастын эле хойнун кежин алыр, дүгүн алыр, бажын база хайындырып чиир, өртедип чиир, холдарын буттарын база хайындырып өртедип чиир. Ишти хырнын шуптузун базала ижин хырын кылдыр базала бол базырадып чип жорур. Эдин база шуптузун түлүп чиир. Нам колдунда амты валус хойнун эдин нам түлүп чиир, суга хоруп чиир. Онам дыргаштың тоңуруп тоғы дейді база, бол бодының онам дыргаштың хеңмелеп базар, хеңмелеп тоғы дейді, дерге ол дерге қонжық соғыққа қыжын тоңурук маны ет бор дейін. Тоңуруп салық барға, ол ет ол хеңме етке одарға чымжақ бор, онам іштінде амданы тікекі бор. Ам хеңме ет дерге жүдеке қадып шыпты үзі амданы шуты сіңе берген. Ол етті шағында қырған атча мұнды жем жар ұзын құрғат қаштың балдызының арты білем жар соқтап аңғы ваза шықжа баран. Ол ерге пөз қақпа шықжа бар. Онам дұраштың жар беретке қара қырған авын суғыну желен сонда ол жем жар адышта жұрға жолда онда орандыр ана талғанны суғылым жар бұлғап желептерге ол мандаң бұда дер бұдазы болды. Қойдыға endamda жуғалар бар. Хойна ам шуут бистин тава жон өскө устардан аңгы ажап тежек кылыр дейін. Колдунда алдайлар, молдар, бом жар дөмейлежіп тұрар біз. Хойны олза кежін іштінен ойта оқтавалға шарақ ескеш ии кежі төгерерліғі елі. Ханын базар төкпес жерже, ол хан деп жені тывал ұстар кезеді хүнділеп емнеттір хан төп. Ол қызыл ханны көргізіп болбас дештің. Тықа арық селің жар ажа бар. Бірег езі қолы үлі бажын тұдығы алған орар. Иедуға ары өзер. Өзештің ол хан қойның іштінге кеп чығылып керан. Bir duvarında o hoynun işte xarının uçtup ber. Ol uçtup ber iştoran herejin jonga xuleyip ber. Ol ijin xarını herejin jon arıglar, aştar, anglar. Ol ijin xarından bolsa çöreme, qurgulday, onam dırgaştın tıqa höçülderini qılır ökbe çüreyin baza angı xayındırar, gezer, barın boza çige baştiyin jar ol, biçiyle izi suğa xayını ergele uçtu ekegeş xanı töktüptür da çiğir. Ol da ergem em dep sanatnaran. Şınavlam emnen yanğan. Încan açtın bir duvarında uzulgaş çiğir çüylü dergele xoy özende bar bor. Barın uzulgaş jüler. Onam durgaştın barının sonunda ökbe, büyürek dejegeler, am çürek en söylende etler bile qadınıp ber. Barın kolun bazam garancı eki jaraş kıldır kılır, ol baş, kol jükönü en söylende kılıp çiğir. Kol gezinde han ejin karın han ol gece toylar denili al, urugdarı bile çemlenip münün, kara münün işip. Erten de baza Çöler, ol kojunar ayı bile koyunun işte xarının baza anga kılır. Çölerge bu erzin uluzu konguz anga oldurayın. Şuptuzun her, iyi bicek tudaşım jar, ulus olur algaçtın jar, hep, öbür uluzu erzin uluzu, hep, onam duraş, münün kutkaştın, on ayaktarga kutkaş bir. Bizler de ol çöğün hemcik, barın hemcik, ulu hem bom jar olstar şajeves, xanın jar anga borbaytıp, ol xanlar baza anga soğukan qadıxan, deskinçikte xan deştin anga bor. Oncan açtın jar çöleves, erzin öbür ulusları şağın jar. On bu ses toşul işindem jar ajıldak begeş, xoynun edinin amdana anga depçeni bildim. Çünkü düze bizim bu tavaz çeşidi amdık olsa ünüp durar otları angan. Öbür bile erzinin xoylarının edi tıkamdandık. Onda çünkü zanda izi ot demdi karara yer küzün jaşut karap barındık ot var. Ol ot çiğir. Onam duraştın. Am ol barın hemcik, çöğün hemcik, ol möngündayganın jar ol xan xoy xayının edi. Bitçi öske, aksımar, bol endik boran. Am bu rayonlarının xoylarının edinin amdanı tıkandık çidik, şuğundık çağının süpir anga amdanı şınavlamdık bor. Indık bor jordu. Can açtın jer ol xoyunu çünün glazırap durar, xoy qayda qandı oçip durar, ol ayı bile öskerlip durar. Bizдің tıva jonda xoyunun en hündütkeldik am çezi derge ujalı qoy. Ol ujana angı gezer,
ол ұжаның ежі дем Ужанның база ештік бор, төжі база ештік бор, төжінге егілер немек бар, азы чарын немек бар. Ужаға тем ол бұттың дөңмек дерік бе, дөңмек емес. Хан ол база, жар ұтты аржидың ханан, база немер, жаңаштыңам ужаны дергам шудам Полшағда Урух қолын айттырған құдалашқын езінде дергана шуд, оны үлі салыр. Ол база шын әвес, қанзап ташын әвес, жүгедзе ұжаны ол ұрыңның ада езінің алынға бірені салғаш, ачазының ада езінге салғаш, авазының ада езінге салыр, үш ұжа жер чедерді подарбын. Онам тұрғаштың төштерін амқа төрен ұғба думалар ақыларыңға берік бар ол әдемін жаран. Ама оны жербі үзіле салыр болса қанам арай чұрым жоқ. Тываларға түйішпес. Тыва кежоза желерге артыштам, сып, чалап аптыраш. Албан ол төнжүзінге жетір сықпас, албан аттырық бар, улай өшсінде ештің. Балығын да тұтып тұрғаштың тыва кежі хойны тұтпас, чүгле чиірін тұтуар тұрған. Мал мағанын азырап жораш, база чүгле чиірін қылыр тұрғанын жаңаштың жер тыва жонның хой азырап жоран жезі. Жүгезі хойны төгері арға Үйі күн ішінде чиран, көй ал, мен суғам қыр, мен авамның ұлызы қатөренер жұт, оны егізді. Ол оны егізіге ампір қой еділерге көй евеш едін әлі. Ама атшамның ұлызы сес, мұндығы ие ажы төлді, мұндығы ие қырғанава мадыр еді, мұндығы алдын мұндығы демдекті ежі тозан иқалында чоқ болған. Қырған атшамның пичи тұрғаштың суқан қылырын қайғарбын. Ол жүр бір янзы қылыр тұрған шуыт. Ол суқаны қайындырғаштың езіптерге ол суқан тұрбас жар чиндің әйніп жыдар жедейін. Ол суқанан. Дыққа олы қоғаш жар чиндің әйніп тұрар. Кезерде суқ олыр тұрған. Кезерде жар жыттыр еткеш, бажын жар кескеш, жар салық баш. Онан бұл ұжын бичи-бичи қылдыр кескеш. Моғызын кезіптерге ол хан ана қылаң айнып тұрар, ана шудың жар чиндің айнып тұрар, ана қылаң айнып тұрар, чиірге анам жар ағып батып тұрар жейдінен шуд, ана жар хан суқан қылған ұстар жер көріп көрбеймен. Мен айтжам безін жар хан ей жаңғыз болу ер, но үргілжім жар қылып жорбанам, қырған айтжам, езлің жар қырған айтжам дергім. Мен авамам чейірі сезен бір қарлы кештір көргеден. Қырған айтшам ол үйеді шу тұққамдан ғылып тұрған ол суқанның. Қырған айтшамның ол суқанның біздер бичи ұруғлары, ол ұйнықтары, ол суқан мана тұрған біз қылырға. Жар-жараш қылдыр қалып, жап жоран жедейін тұба жон ол қойына. Ханамам қойды ғайында олайдырам қолдуында чуғалық баққан біз. По өгде біздер қойны екерген ажыласта қарамын өсті бейір біз. Ижін қырын по чөреме құрғылдай дейш, өкпе бүйрек дейш шұртузымын жар. Оны олға болса қорқа қаш беріп тұрар біз. Оным дұрғаш бүдіні қайындырарға да бейір біз. Бұтты азы бүдінге қылып тұрар біз. Егілі қолды азы бүдінге қылып бейір біз. Оны жүгілі бұрынға чағыдар апар, жүге зөйе керек апаран. Бұтын жарла ұлыстарсы жәң беріп қойуыз еді, үлі алдаржы олар спесес тошыл ішінде. Бұл өгді өзі инек еді шоғылық жоқ. Қолдуында жүгілі қой еді білі қылып тұрарыз, жүгілі қой еді. Қой еді, тывақылжа шей жүгілі. Қой еді, тывақылжа. Біз ол қылған жемеуіз берет, үйен дайын жүнда қолуаз біз. Жүге жер тыва жем дейін болған сонда тыва жем тұрар жол. Арық тыва жем. Арық тыва жем тұрар. Мұнда, мұның айбол, мұнда деспеде. Деспеде олзам соға жабыстыр. Базам по үйінің айы үлем жеріндік лоғаям қастар аппар, ноғалар айы үле. Болзам соға жаны тыва олзамам барны алғаш чаға іштінің едір жаныңға орақ аштың. Отқа жар қылғаш жар салырыз біз. Бар база чи қаны көстіп тұрар. Пот жағыды болса, едір жағы олзы тұққай қамдан беріп тұрар дейін шуыд. Жаңаштың жар қасташ, жар беріске саян артынан келген ол ажылары қайынсынар. Он біздер база тұва жемні аздан жар
болбазыратып бошаңның айылы база подусту биле чоғадып база тұрар біздің жаңаштың хан жеми, ноен жеми дейштің базала чоғадып жар аттара сөжел алған база хойуыстың ие едін жар болбазыратып алғыштың қылып жорып тұрар біз. Мында хой кезін да көргіспейін біз жүгле бұл хойдана мында көрізіп тұрар жебес бұл соға жыл болғаштыға қарамын өсті көрізіп тұрыстыр біз. Амында ол зам біздер тарат алған салуағын олараштыр біз. Еткен жыл мен база алдарлық башқа ештерім школадан өйреншілерін келгеш ма дұға жемтіғаны тайбырлап бердерге тайбырлап тұрдым. Ұрулар қанжар жиырым білбес ие. Он тараны бұл саржақ біле жөкпік біле қолаштың берін бе шуыт тұқамдан нанып жіп тұрарларам. Мен амсілерге жодыра аза пичиден амзады иншве жарам болзам ханам орстар болза мастер-класс дейдін әлі. Бұл жөкпік біле тараным жар холаштың ам берін бе ам чик бөшлешве қайхырамданын. Оным дұрыштың талғаны қанжар жир, тараны қанжар жир дейд. Мен атчам болса тараны салғаш, ажызын салғаш, он изік шайын құтқаш, қырынам жар жөлік бар, хақ бар. Оным дұрыш хақ бар, оным ол таразым жар көк бер, саржағлы, ажылы, ана ол хақ бар, жезін аждыптар ғана, ол өрел ана тарадың чытып толай бер жеді. Шуыт, ан база шағындық тараны мен сілерге база қылып бейін. Ан по чөкпіктің тараны чип көріңерім. Ан мен ачамның шаш тараны ам қылыптайын. Ие, ам по тараным жар қаав ар ачам. Жар қаав алғаштың. Онам дұрыш мен ара евеш қылдыр қылық байын. Он аржыны салу ар, аржы албан аржы салу ар. Аржы салғаш. Ие, он по сас. Тұскын жады бесін жод тұсқай. Амданы жод жеді. Ампо саржан, жөлеш, салғаштың изік шайын құдыптарым жар. Изік шайын құдқаш. Жаңғаштың ам қақ бар. Ачам. Ол амында ам жап тұрар. Ам талғаны база бір янзы қылдыр талған. Біле тара, по талған. Он сонда по тара. Елдер зімжар қолу алғаштың. Оным холып. Ам bu öğrenmevistir bu. Öğrenmevis. Am öğrenmevilim jar bulgaş. Şanda me qırğanavım jar bulgap. Холыңғам жар борбақтап тусып бер. Оны чип қыштақ қалып тұрарсың. Шу дейе. Оным дұрашдың. Борыңның ана шу бұтараны чиір деп чөзін. Бұт алғаны чиірін. Амбаза деп қалып келді шей дештің. Он қылғаш шелеп берге. Үткі оқтап бербін. Харамнан тұра бозыңса дештің. Қырғанавын мен жарым оғадып жорып тұрған мен. Шуытынды бичи тұрғаштың. Мен бичиін өндіра база қанам тұва чем чип жар, қырғанавам сұғларыны көріп жар өскен кездер бейнен. Ам оны аза чик көріңердан. Солын оғай. Онам тұрғаштың. Бұл зам біз бұл өгді халимақ дейір. Мұнды жұғалар чигіздік жем қылттырады біздің әлі. Орыстар десерт. Мұнды халимақ дейір. Бұл жем бұл зам шағында тұбалар қанжар да қылып тұрған, оны чағы біле да, өңді чүйі да бар. Мұнда олза сүттік шай, өреме, аржы, далған біле қылық маған жевістір бұл. Бұл женан база сілерге сонырғады көйін. Так. Оны қанжар қылып? Қайындырар. Бұл зам десет бордың. Сонырға көріңер да. Халимақ дейір. Қанды дырамданы? Жегірсік жағағай. Онда далған. Баштай ана жар екім жар жылы көріңерден жүні жер аңғылардыр сілер амдананып. Саржау. Аржы. Далған. Сонда чөкпек бар бе? Чөкпек салдыңар бе тайғана?
Ам бар турган жеріне шағында дұғалар болса, бар турган жерін салып тұрғанына, барла турган жерін салып Ам бошайда соотукчуда жүйші Ие, деншка жие. Чагны вазы эргізіп чаг була ваза қылып таран. Амында жоғым чөкпөк чоқ коринның болсам, кичи саржак бар болса, бар өреме талған, аржы, пичи чигир қағанлар бор, ие. Ие, жар қайындырыптар. Улысты қамдананыр. Ам үргілчі чипчаран жевіс дейін. Жоғым біздің бақаленес мен чивен жорамен шына керек. Авам мен тұжа қайындырбайын тұрған. Авам кевері чип жоран кездің. Ам оны тәжігі қылбас кеже. Он қадық дейір лоғайлы қадық қайындырар деген. Мен ол қадық дейір жена база қайындар қашмаға база қылық көрді деп бодыптыр мені. Ам авам сезен бір қарлығын жаңа авамнан өрену ар деп бодыптыр мен. Ам мен алдан қарлығы ездір мен дөмейлі базам жаға дейір қадықты қайындырып білбес менен. Ам бұл халимақты қайындыры өрену алған біз. Ам қадық дейір жена қайындар қашпаза. Ие. Чип көрбейіңдір бе мен база чип өспейіндір бе? Чип өспейін, ие мен база чипейін. Ерзін дескен жоны аттық оны қылыр деп. Ие, ол ұстар қылы, ие. Жемі деп біліп жорылды. Ам чүпті дұваның жемі дейін ба? Он еткен бұрында жылда чорбе базала мағам ғаранчы ол базамдық программа жорып тұрған дейінсілерге Тувинский эталонный стол деп. Ие, ол жерге ол Ту Красноярстан химик еттенден кежі келгеш база. Бұл халимақты жегеш Францияда база шағыламынды жеге мен дейірі. Амданы шу дол қарол жан жедір ол Францияда қайындырған ол женің адын жоғалып тұрғана мұқты аптыр мен. Жаңаштың янсы болып тұры байдалдық жетейін әлі. Оның жарғам Сана Чемидоловна біздің амбо қызыл хорайызды жемленіне жерлер елен аштын тұрап барған, ама чаа аштын тұрар чаа егелеп чору сайғарлықшыларға анияқтарға аланге жүні күзейірсілер. Болыңғардың мұндығы ашыл шел алған анияқтарға су болса. Ханам бұл еткен жылын, бұл жылын, бұл қонжық ол арық дештің базам ғаранжық біздің бұл чем қылыр салбырларға тұққа берге байдал тұрғысын тұрар үргілжі қап, ұнжақ берге қамчықтық арының жар желерген жайын жар ұлыс қой жылған жерге шұпта ари бер, бот-боттарынан ұнды жена амған жар дөме сағыр апар, ам сағаштың біздің байдалығыз қана ажылдап тұрар байдалығыз тұққа берге болып тұрар. Ам аренді қылдыра алған ұстар берге дешіп тұр борды бодып тұрар бен. Анчазада бұ берге елі жерлетті вернян. Бұ мұндың ұғаны көйді жерлам, бұ арыңны қанжар емнеттерін жерлі тұблақ арынян. Жаңаштың ам төмей ажылдар, тудар, шағыламындық дұва жемнер қылып тұрар ұғлар база болба азыратсын, солын қылдыр база аманияқтар жер бір аңғы подалдық борлығы. Солын қылдыр қылсынлар, жазада база бұрынғы жені сағып жорур, арықшын қылдыр жаңшылдар айвла қылып жорурын күзейірістір біз. Ам қойның етін база қанжар да қылыр, шағында қырғаначан база кейжінге шуптузын етті чığık baştың шуптузын кейжін жар тағарақ баққаш қырынғы от салыптыр тұрған. Ол бол база боғдал еттер, боғдал дер ол етті. Онамдырғаш қырнынға база шуптузын чығып базала ана чүглі қырнынға везін базан жар қылыптар. Онамдырғаш моғылдар болсам изік таштар білі база қылырларлы ғой. Қанжар да қылып тұрар, ол қанқ жөні база ма бол базырадып шағылан жар қылыр бол зекке жаңаштың қанам анияқтарға кезі жүнні күзейірлі. Туду алғаш жер салбас, бергезімес, кезеде берге ор ажыл, сақтырға белен ішқаш бор егелерді, ам егелек беш тудыққаш қылы егелерге тұққа берге чүгде салдымас ажылын. Тұра түшпес. Ие бергелерге тұра түшпес. Ам жаңаштың біздің амжадылға ұсты, біздің көршілеріз базаты соны ұрғап болса көрген боғда тұрбен жаңаштың күнділік ағалшылар күнділік өңніктер сілеріне біздің болса тұға қой деп фестивалімізше жалауышан база олышқаш бұл мұндық шараш өргеже сүбедейінің өргезін же болса бұл мұндық амданың ашеміне кейіп соны ұрғарыңа же жалап тұрыстырыз. Мир, который может изменить твою жизнь. Мир чистой воды, свежего воздуха,
Мир звездного неба и первозданной природы. Сердце кочевых империй. Земля живых традиций. Тува — это когда ты с детства всем сердцем гордишься тем, что здесь начинается Енисей, что именно здесь находится географический центр Азии, а несколько тысячелетий назад здесь жили скифы. У этих рек и озер, священных гор и тайги, и в этих бескрайних степях. Мир, сохранивший свою самобытность. Тува — это когда твое сердце бьется в такт скакуну в степи, а в небе орел исполняет свой танец. Тот самый танец орла, танец свободы. Тува — это когда накал страстей, азарт, адреналин. И все это место силы, и ты часть этой энергии. Тува — это когда твое сердце замирает от магии звуков шаманских бубнов, когда по телу мурашки от пений горловиков, и еще чуть-чуть, и это почти нирвана. Тува — это когда весь мир космос, и ты космос. Тува — это когда весь мир — это ты. Мир без границ. Мир новых открытий. Мир, с которым ты на «ты». Тува неизведанная. Я красивая, уникальная, самобытная, свободная, вдохновляющая, девственная, неизведанная, таинственная, удивительная, дружелюбная, открытая. Тува. Подключись за 1 рубль и получи мегабонусы от ТСИ. Wi-Fi роутер бесплатно, высокоскоростной интернет до 100 мегабит в секунду и IPTV с телевизионным пакетом каналов, включая местные. ТСИ 37070. Шесть, да? 5, раз, два, три, 4, 5. 6 наших участников, которые прошли, будут воспроизводить блюдо. Наш председатель нашего жюри Мирген Санчиол, давайте мы его позовем сюда, будет показывать блюдо. Давайте вынесем все наши нужные для нашего конкурса приготовления вещи. Наши участники должны будут распробовать его и в течение ограниченного времени воспроизвести то, что они попробовали. Чуть ранее мы пробовали вкус наших участников, то есть наши участники дегустировали продукты, которые были измельчены в блендере, и тем самым угадывали завязанными глазами.
За каждый правильный ответ они получали по 1 баллу. Ну, теперь уже на практике нужно будет доказать, какое у них замечательное чувство вкуса. Друзья, да, давайте встретим нашего председателя жюри. Он в данном случае будет главным экспертом. Меркен Санчайол, пожалуйста, блюдо. Сейчас мы немножко заведемся микрофоном. Так, уважаемые участники, внимание! Как называется блюдо, из чего состоит и как мы будем его готовить? Блюдо называется Моян Цюмю. Это достаточно популярное в Кызыле ресторан блюдо из баранины. Ну, мы визуально сейчас можем сказать, что тут есть тесто, да, вот, и сверху овощи. А что туда входит, как приготовлено, наши конкурсанты будут эти сами определить. И мы будем оценивать по итогам воспроизведения. Все, замечательно. Да, пожалуйста, кладите на стол. Мы приглашаем наших участников. Попробовать наши блюда. Итак, подходите, пожалуйста. Ну, на первый взгляд, вроде ничего сложного и нет, я так понимаю, да? Значит, посмотреть, да? Да, сейчас вам приборы дадут. То есть каждый вы можете попробовать его на вкус. И да, и естественно воспроизвести. Все ингредиенты, которые нужны для того, чтобы приготовить это блюдо, вам будут выданы. Так, давайте, берите приборы, пожалуйста, и можете попробовать, раскрыть. В общем, насколько можете и настолько изучить. Ну, пока наши участники пробуют, можно сказать, обратить внимание на этот стол, на этом. Вот наши пока участники пробуют, давайте обратим внимание на этот стол. Здесь есть абсолютно все, чтобы воспроизвести блюдо, которое нам рассказал главный эксперт. Внимание! Вам нужно задать технологию приготовления и какие ингредиенты использовались в процессе приготовления. И вот дается набор продуктов. Сейчас вы должны почувствовать вкус и технологию приготовления. Дальше уже дело за вами. Спасибо вам. Ну, участники, как вы будете готовы, можете сказать, мы готовы. Или покушаем сначала, да, все вместе? С утра ничего не ели. С утра ничего не ели. Случайно не нарезанный шашлык? Нет. Мы вас с утра не кормили для чего? Чтобы у вас было как можно острое чувство вкуса. Все, каждый элемент понятен, да? Тут есть тесто, мясо. Готовим, да? Они уже готовы? Тесто сами. Хорошо. Угу. В целом понятно, да? Но я думаю, что если что непонятно, можно вернуться и что-нибудь допробовать, да? Угу. Все. Так, прошу пройти за столы. Вот, выбирайте любой из этих столов. Просто принести или как? Или сами принесут? Так, здесь, уважаемые участники, есть все продукты, которые вам необходимы. Это мука, яйца, сливочное масло, зелень, мясо, собственно, картофель, томаты, перец болгарский,
кукумбер, или как его называют, огурец, лимон, морковь, лук, чеснок. Из таких вот соусных вещей, да. Есть соевый соус, внимание, да, смотрите, их некоторых у нас продуктов не по одному числу, вот поэтому маслом растительным, соответственно, нужно делиться, соусом соевым тоже делиться нужно, оливковым маслом, и это у нас, да, тоже масло, и немного фасоли. Так, красный перец, черный перец, соль, сахар. Я забыл, что это. Это кунжут. Кунжут. Все, ничего. Ну и по приборам, да. Все, подходите, пожалуйста. Время пошло. 50 минут. Да, продукты это именно не те, которые у нас выложены. Если там чего-то не хватает, какой-то картошки, можете тоже попросить. Кстати, очень меня вот занятный факт. Кто-то подходит сначала, выбирает продукты, а кто-то доску, кастрюлю выбирает. То есть одним, видимо, важнее понять, из каких продуктов они готовят, а вторые наши участники, им важно, на чем они готовят. Вот. А где наши продюсеры? Нам нужна вода, просят. Вода. Вода в Енисее. Я чуть не сказал, но... Вот здесь, наверное, водичка. Делает каждый из наших участников, то есть с чего важнее начать. Вот я заметил, некоторые сначала выбирают продукты, некоторые сначала выбирают кастрюли, там, ножи и так далее. Конечно, надо сначала выбрать
посуду, инвентарь для приготовления, поскольку некоторые отличаются от других. И ребята сначала должны подготовить свой рабочий стол, потом уже выбрать продукты, ингредиенты. И по своим вкусовым ощущениям наши конкурсанты должны узнать, какие из тех представленных продуктов были, да, да? вот, входит. То есть не обязательно все брать, да? Да, там ну, да, какая-то часть это лишние продукты. Лишние продукты, да. Поэтому вот в этом фишка, чтобы они... Да, но салфетки, я думаю, это лишние продукты, да. Точно заметили. Да. И очень важный вопрос тоже выбрать технологию приготовления. То есть это может быть в данном жарко, случае, или варка. Варка, да. Сколько только огонь есть открытый. Но кто-то вот жарить начинает, да? Кто-то варить начинает. Кстати, по поводу... Применяются только газовые горелки, да? Это наиболее естественный вид оборудования, который можно придумать в таких условиях. Но вы до этого говорили, что это не профессиональное оборудование. То есть на профессиональном может готовить любой человек. В чем сложность готовки вот на этом оборудовании? Конечно, тут, можно сказать, в походных условиях наши ребята готовят. Это для сегодняшнего профессионального повара нетипично, поскольку практически во всех кафе, ресторанах используются индукционные плиты, конвекционные печи, газы, большие плиты. Ну, то есть все, можно сказать, механизировано, да, все сделано так для удобства работы. И для скорости, для скорее скорости, всего, да. да. А тут у нас немножко другой уровень, поэтому здесь проявляется мастерство настоящих поваров. Находчивость, да. Находчивость, да, вот именно. Ну вот смотрите, вот наш участник, как интересно замешивает тесто. Вот первый раз такое вот я вижу, такую технологию. Да, вот. Смотрите, разные свои да, методы. смотрите, руками, здесь ложкой. Вот вы заметили, да, вот в готовом блюде, которое сейчас было представлено, есть тесто, да, вот. Знающие повара знают, как получить такое, можно сказать, идеальное тесто, чтобы оно не рвалось. Да, вот. Это крутое тесто или, наоборот, там более мягкое, да? То есть это должны ребята вычислить. Все, ну понятно. Ну, я думаю, что чуть-чуть дадим им времени, да, на подготовку, и по ходу будем пытаться понимать, что они делают, где они не делают. Мы со стороны будем смотреть, что используют, какие продукты используют повара, какие способы приготовления у них задействованы. И также мы сами будем сейчас тоже еще одно приготовленное блюдо попробуем и запомним этот вкус, чтобы потом уже с готовыми блюдами сравнить, да? Конкурсантов сравнить и оценить. Ну все, я желаю вам наблюдать как можно лучше, но если что, я буду к вам подходить и получать комментарии. И сам попробую, чтобы тоже потом сравнить. Очень вкусно. Очень вкусно. Кафе «Юрта».
Ну, каких ингредиентов или оборудования? Сварить тесто, да? Да. Замечательно. Так, как у вас дела? Замечательно, хорошо? Тоже вы у нас и методом варки, да, решили все сделать? Тесто, скажите, вы крутое сделали или мягкое? Крутое, да? Да. Крутое, хорошо. Участникам пятеро из 6 начали сварки, то есть они скатали тесто и сейчас варят тесто. Вот один участник только приступил к процессу. В целом, я думаю, что каждый участник понимает, что он делает, продукту каждому всего хватает, но у нас ограниченное количество времени, и из-за этого мы стараемся не сильно отвлекать участников. Поэтому внимание, наблюдайте, пожалуйста. Тут почти, можно сказать, практически все готово к финальному этапу. Газовая горелка работает. Обратите внимание на порядок на столе. Здесь тоже, смотрите,
все почти готово. Все продукты нарезаны, нашинкованы. Способы приготовления почти у всех разные. Здесь, я смотрю, тесто уже сварилось. Скажите, а вы на одной воде, да, все варите? Тоже особенный вкус. Пойдем туда посмотрим. Саян, как дела? Нормально? Что самое сложное осталось? Муку раскатать? Сварить муку? Сварить муку. Так. Мясо вы уже сварили, да? Варите? Варим, все. Самое долгое это мясо варить, да? Остальное все очень быстро. Здесь посмотрим. Здесь тоже практически, смотрите, все готово, все онлайн режиме. Замечательно. Будем жарить мясо. Мясо на собственном, да, соку? Да. Соевое масло там будете добавлять или оливковое? Нет. Чуть-чуть будет оливкового масла. Замечательно. Как успехи? Укладываетесь в время? Да, еще останется потанцуем. Еще останется потанцуем. Так, ну я смотрю, вы все, как это, соломкой разрезают, а у вас другой метод, да? Ну, Нарезки я как продуктов. видел, так и делаю. Ну вот, это замечательно. Так. У всех что-то вода кипит, а у вас не кипит, что Ну, случилось? я только включил. Только включили. Да. Тесто побольше сделал почему-то. Тесто побольше вышло, да? Ну, больше Одну людей. порцию делать? На один укус. Ну, на одну порцию. Так, а вот нож у нас тут такой огромный, это вам дали? Это ваш личный нож? Люк стайл. Все, ну, дела вроде у всех хорошо. Будем смотреть, следить за итогом. Конечно, конечно. Когда танцы начнутся, вы зовите, пожалуйста. Ну, там сильно... Все разобрали продукты, они с первых начали месить тесто, шуфра. И представители поваровочка. Это Караоке Пятница? Нет, вот повар. Вот сюда. Вот повар наш. Это у нас Елена Михайловна, кафе «Этажи». Да. «Этажи» и вот Евроазия. Они начали сразу месить тесто, и у них первым делом приготовилось тесто. Остальные уже начали варить мясо, кто-то нарезать, но
как видите, у некоторых уже тесто готовится. С точки зрения традиционной тувинской культуры, что лучше первым начать готовить? Наверное, лучше начать с мяса. А потом тесто, да? Ну, наверное. Ну, у каждого повара свой секрет, свой вкус и представление о приготовлении блюда. Это не надо об этом, как сказать, разграничивать. Это надо делать или то надо делать, потому что это как процесс приготовления еды и блюда является, как сказать, своеобразным картиной, да. И художник может начать с краев, да, с с середины. или именно с этого света, или с другого света, или, ну, вот с образа, или как. Ну, вот это на усмотрение художника. Так же, как и блюдо на усмотрение повара. Вот, спасибо вам за комментарий. Скоро, надеюсь, мы все попробуем все блюда, которые приготовили наши замечательные конкурсанты, и получим эстетический, гурманское наслаждение. Спасибо. Наслаждение гурмана. У нас истекло, поэтому участники, прошу тоже соблюдать за временем.
отведенного времени для готовки подошла к концу. Вы даже не знаете, какой здесь хороший, такой вкусный запах стоит готовых блюд. Вот все тут у нас варится, тут жарится, тут парится. В общем, друзья, самый разгар. Сейчас каждый из поваров следит для того, за тем, чтобы ничего не подгорело, чтобы все вышло в нужной кондиции. Я напоминаю, какой этап сейчас идет. Это вторая часть второго этапа. После этого этапа три наших участника выйдут в финал, который пройдет завтра. На данный момент они воспроизводят блюдо, которое называется ноян сёнгу. Каждый из участников попробовал, посмотрел. И из продуктов, которые предоставлены на минимальном наборе, на газовой плите, на том оборудовании, которое сейчас вы видите в прямом эфире, в онлайн-режиме, они пытаются воспроизвести и приготовить. Ну и, конечно же, немножко отличных фактов о способы приготовления известны китайской и тибетской медицине. К примеру, раньше пеной, которая выделяется при варке легких, в древней Туве лечили кожные заболевания. Ну, в общем, все о тувинской баранине мы в этом сегодняшнем конкурсе, в этом онлайн-шоу мы попытаемся рассказать. И самое главное, каждый участник борется за неплохой призовой фонд. 100 тысяч, друзья, 100 тысяч разыгрывается. Поэтому я думаю, что в следующем году все любители тувинской баранины будут участвовать. Все, кто минимально умеет готовить тувинскую баранину, будут участвовать. Завтра будет третий этап, финал. Что будет в финале? Он будет проходить непосредственно в кухне ресторана «Царская охота». 3 оставшихся конкурсанта готовят по лично составленному меню на одну персону. Тематика меню – тувинский эталонный стол. По мнению шеф-повара, из доступных продуктов, представленных организаторами. То есть это не то блюдо, которое он готовит каждый день, это блюдо, которое из продуктов, которые он видит своими глазами. Победитель, соответственно, будет решаться нашими уважаемыми членами жюри. И, конечно же, после этого у нас будет закрытие нашего фестиваля. Я напоминаю участников, которые сегодня нам участвовали. Иргит Аян Дургенович, представитель кафе «Паста Бар», и Мангуш Аяс Александрович. Они после первого тура выбыли из участия. Прямо сейчас у нас участники. Шухрат Нигматович у меня за спиной представляет караоке-бар «Пятница». Тайгана Намдаковна. Тайгана Намдаковна? Нет, вот она, Тайгана Намдаковна стоит. Далее у нас Айлана Александровна, кафе «Евроазия». За мной вот тут вот был и ходит представитель кафе «Чалама» Саян Романович. Чуть дальше у нас Елена Михайловна и представитель кафе «Челихан» Азиата Александровна. Вот такой у нас состав участников, который прямо сейчас есть. Давайте мы последим за тем, что вообще сейчас происходит. Прошу внимания вот на этот стол. Немножко давайте укрупнимся. Мы можем наблюдать, что тесто уже сварено, готово. Овощи тоже готовы. Осталось пожарить мясо с луком всего лишь. Сколько у нас обычно мясо с луком жарится? Наверное, не так долго. Так, у вас как дела? У вас все отдельно, да? Так, тоже мясо, тесто сварено. Осталось сделать мясо с луком. Ну что, ждем. Как завершится наш конкурс.
Финальная стадия, да, у нас пока идет? Уже. Да, видно, что блюда близки к приготовлению. Участники, я смотрю, готовят по-разному. Сейчас очень сложно пока что кого-либо выбрать, кто более точен. Все покажет дегустация, да? Покажет дегустация, да. Ну, я вижу, что некоторые очень близки к оригиналу. Да, вот, к приготовлению. Вот. Но бывает, что люди готовят по-разному, но выходит как бы одно и то же, да, вот. Блюдо, да? Есть, да, вот, смотрим, кто-то мясо отваривает, кто-то сразу жарит. Жарит, да? Там просто есть некоторые нюансы. Например, вот здесь это у нас, как процесс называется? Здесь называется овощи жарят вместе с луком. Вот, ну, я в конце озвучиваю, правильно или неправильно. Все. А вот впереди наш тоже участник, он картошку обжаривает. Отдельно. Да, вот. Да. И каждый овощ он обжарит отдельно. А тут получается более массовый. Более проще, да, все сразу. Ну, посмотрим по вкусовым ощущениям, как будет. Чуть-чуть по времени осталось нам, буквально, я думаю, что в течение 10 минут мы можем получить первые блюда, да, и попробовать уже сравнить с тем оригиналом, который мы предоставили. А пока смотрим, конечно, плохо, что через экран не передается запах, вкусный запах, который у нас здесь стоит. Но я вас уверяю, очень вкусно пахнет, прям очень-очень.
понравилось также. Девушки у нас первыми завершили свою работу. Так, ну, остальные тоже, я смотрю, почти завершают. Идет сервировка блюд. Может подписать каждое блюдо, то есть принесите, напишите на листочках ФИА участника. Все, сфокусируемся, да, на жюри. Остальные, я думаю, тоже, пока мы начнем уже работу, остальные тоже подтянутся. Да, да. Сейчас будем сравнивать визуально же. Правильно ли оформили? Раз. Мы сейчас будем сначала визуально сравнивать с конкурсным блюдом, то, что нам предоставили в начале, да, и визуально, насколько она близка в оформлении, будем смотреть по продуктам, и дальше уже на вкус будем пробовать и тоже сравнивать. А то, что кто первый, кто второй сделал, это, в принципе, такого особого... Главное, если в регламентное время, да, пока никто не... Кто нас за регламент не смотрит, за скорость все пока мы не нормально, ставим да, по баллы. времени. Если спорный момент будет... Учтем, да? Учтем, да. Елена. Первые 4 азиата вот это, да? А, е? Они делают Это этажи, да? Мы тогда смотрим, так, оригинал, морковь есть, так, картошка есть, перец, Петя. Да, давайте начнем. 7 минут осталось, нам подсказывают, да, окончательно. Первый, да, кто? Да, Сначала будто поделим, наверное, базу. Тоже завершает. Или когда они все принесут, тогда попробуем. Визуально. А, да? С одного блюда начнем? Давайте. Конечно, само оформление очень красивое, согласитесь, но есть лишнее, да, вот. Воспроизведение, значит, означает, что нужно воспроизвести то, что ты видел, то есть скопировать.
тут много, немножко много лишнего, да. Зелени, да, много. И заметил, в этом оформлении нету жареного лука. А здесь овощи просто вместе пожарить, получается. Так что это здесь отлично, здесь много, да? Лука нету, пока что не видим. Но, скорее всего, лук скроется под тестом. Вместе с мясом. Вместе с мясом пожарим, да. Визуально посмотрели. Так, второе, мангуш Елена этажи. Так, она третьим принесла. Тут тоже, да, вот, в принципе. Более схож. Да. Более схож. Да, кстати, тут тоже кунжута нету, потому что кунжут так-то был представлен среди овощей, ингредиентов. А тут опять же зелень украсили, немножко не туда отошли. Огурец, помидор, перец я вижу, картофель я вижу. Лук под с мясом, тесто. если, да? Лук с мясом, скорее всего. Лук есть. Визуально давайте прокомментируйте еще две. Визуально баллы сразу. Оцените себе, да? Ну, визуально баллы давайте. Здесь давайте прокомментируем вот это блюдо еще. По пятибалльной шкале делаем? Это просто поставить по пятибалльной. Ну что, почти готово? Можете, да, можете отдавать, да. И что, Андахмир? Рядышком положите, да. Это кто? Так. Это Четихан, да? Четихан, да. Ну, больше солдат. Все, 5 конкурсантов уже справились со своими задачами. Остался только один участник. Послушаем, что говорит жюри. Это кто приготовил? Азия. Ну, я бы сказал, то близко. Да, близко, да. Просто размеры разные, да. Тут надо тоже учитывать, потому что задача была воспроизвести. Тут надо смотреть тоже формы, размеры, как продукты нарезки тоже. Да, нарезаны, да, вот как оформлено. То есть, в данном случае этот участник посыпал кунжутом, что тоже соответствует, да, по овощам, которым украшено, видно, тоже что схож вроде, да, Жарко. болгарский перец, Форма нарезки картофель, схожие, да. То есть почти все есть. почти все есть, да, морковь. Так, вот давайте тоже на вкус попробуем. А лук-то внутри с мясом, да? Ага. Смотрите. Ух ты, это вообще какая-то восточная версия, да? Вот. Ага. Донер похож. Надо вот овощи жарить, сервировать, да? У нас осталось. Ну, замечательно. 50 минут дается каждому участнику, вот поэтому чуть-чуть остается. Я думаю, что там плюс-минус 20 секунд не будет решать никакой роли. Так, мы сейчас пробуем оригинал, чтобы понять, каким оно должно быть. Мясо и овощи отдельно.
сейчас пробуем, скажем так, оригинал. Что 5 участников уже сдали свои конкурсные работы. Но, по моему мнению, практически каждый участник справился на 100%. Ну, понятно, что есть свои какие-то плюсы, минусы, свои маленькие фишки. Ну, каждое блюдо, на первый взгляд, очень вкусно выглядит. Я думаю, что и на вкус то же самое. У нас один участник остался, у него есть буквально еще 3-4 минуты, чтобы успеть. Вот, пока жюри можете увидеть, что пробует, сначала пробует оригинал блюда, таким, как он может быть, оценивают по внешнему виду каждый на соответствие, соответствие продуктов, как они расположены, мясо с луком, не с луком. В общем, сейчас идет, все, наверное, сейчас завидуют этому составу жюри, потому что бывает тяжело оценивать какие-то выступления, а тут люди просто сидят и кушают. Круто. Это кто тут? Все, вовремя успел. Замечательно. Так, не смешать их. Да, нельзя. Я тоже, с вашего позволения, буду сравнивать. У меня отдельная номинация, называется «Приз зрительских симпатий». Это оригинал. Так. Пробуем. Мясо сначала. Оригинально. Овощи. Так. Азиат Александровна Читыхан, да? Пробую. Евразия. А должно быть с мясом. С мясом должно быть. Тут немножко нарушено, да, вот лук отдельно пожарено, а должен быть вместе с мясом. Да. Тесто. Тесто завернуто, это правильно. То есть тут не чувствуется, что человек откатал два теста. Нет, он одно тесто скатал и завернул. То есть по технологии это правильно. А теперь пробуем на вкус. Пишите, коллеги. Кусочек возьмите. Это оригинал. Отодвигаю подальше. Это первый конкурс. Тут мясо такое жесткое было. Очень жесткое. Да? Ой. Картошка еще, да? Так, уважаемые друзья, я попробовал сейчас
Но то, что вкус разный, это не значит, что невкусно. Все по-своему очень вкусно. Кунжута нету, да? Я вот кунжут тупо не держу. Как я уже говорил, попробовал вот 3 раза. Такое ощущение, что морковку... Придает вкус. Карамель, карамелизируется. И такой получается мясо сладковато. А почему мясо сначала надо отварить? Потому что если сначала лук пожарить и туда положить сырое мясо, то лук может перегореть. Поэтому мясо отваривают. Большинство это делали правильно, я считаю. Ну, дальше посмотрим. Это был кто? Чедхамр. И Елена. Ребят, кто попробовали сразу брить? Сейчас путаемся. Так, это Чедхамр. Çok boyun al, bas boyun seni. Amcanız. Так, усубедея. Подойдем. Нет, давайте усубедея попробуем, который первее. То есть, так, визуально мы оформили. Тоже как лучше его некоторые. Кунжут отсутствует. Зелень украсили. Это усубедея. Сейчас оцениваем кофе юрта усубедея. Визуально смотрим, сравниваем. И с вашего позволения я кусочком разрежу, пробуем на вкус. Самая сложная часть мне попалась. Лишнего себе не берите, коллеги, я поштучно разрежу. Тесто смотрим тоже правильно завернул. То есть он не стал раскатывать. А, нет. Раскатал два теста. Две разные, да, две разные лепешки как будто. Таким образом человек упростил процедуру. Мясо пожарное с луком. И на вкус он должен быть немножко похож. Помый. Это чья? Это чье блюдо? А ты тогда кто? Значит, тогда это тажин речь, значит, Вот здесь стояла блюдо. Такого сказать, что шоколад появился. Сейчас заботы это решить. И порядка очереди, потом кто пришел тоже. Так, мясо. Так, мясо. Пробуем. Так, лепешку возьму. Пропорционно. Положение попаданы. Дальше передать. Картошканы жарып deyince дальше. Так, перец. Перец положи.
этажи болду, да? Это тоже попробуем. Саша, то, что попробовали, сразу видите, то, что путаемся. Так, когда попробуем. Так, это Усубидей. Ютуб Усубидей. Коллеги, прошу внимания, сначала визуально смотрим. Он же есть. Овощи вроде, да, также нарезаны. А лук там есть с мясом. Сейчас будем пробовать. Ну, оформление такое симпатичное, овальное. Ну, как юрта, И заметили по размеру визок, да? Да, по размеру. Слишком громоздкая получилась. Сейчас надо посмотреть, они завернуты лепешка или нет. Тесто, то есть. И вы уже знаете как. А, тут уже, видите, просто сверху положили. А, ну да. Одеяло, да? Это хитро сделано. Одеяльце. Ну, тоже отмечаю. Мясо жареное, в принципе, да, вот. И попробуем сейчас. Onu kadar mı? Коллеги, сравниваем его С оригиналом. Да, оригинал вы помните. Вот оригинал, Я да. не исключаю, что наши повара могут даже сделать лучше, чем оригинал. Это тоже надо отметить, если есть таковой. Так, все. Теперь пробуем. Чтобы не запутаться. Мясо, кажется, жесткое, что ли. Режется сложно. Itu hati gitu kan. И тесто тоже какое-то, да, такое? То ли сыровато, то ли такое. Hati gitu. Угу. Будьте внимательны. Сейчас сравним еще с оригиналом. В оригинале мясо такое прям мягкое-мягкое. Он легко режется. Bu su bile yak mı? Да. Еще два, да, выйдет. Ага. Так. Дальше кто был? Шухрат, да? Так, давайте, так как сейчас итогов мы все равно не оглашаем. Вы пока наблюдайте, а я скажу жюри, потом вынесет свое решение с результатом. Очень так, по-восточному, да? Похож на донер. Да, кстати, да. Донер gibi. Сразу
тесто, чтобы нам было проще, да, вот тесто открыли, что немножко по-другому пошло. Так, это тоже себе отмечаем, оцениваем. Да. Это может быть, да, процесс работы, то есть подача, да, вот, развернуться может быть. А так вот, само то, что тесто одно раскатанное, и его сложили, это правильно. Это, скорее всего, вот так правильно, да? И подача, когда вот сюда Расцветка рыбы, да. Толщина тоже неправильная. Тесто. Да, сейчас мы на вкус попробуем. Давайте попробуйте. Ну, мясо такое тоже, да, вот зеленью посыпанное, да? Свежей зеленью. Да, чуть-чуть немножко. Давай строчку. То. Восточная версия, скорее всего. Коллеги, визуальное оформление играет тоже очень важную роль, но вкусовые качества, они важнее, да, да, поэтому мы отмечаем и тот, и другой критерий. Баллы. Ну что ж, вот и завершился первый конкурсный день гастрономического онлайн-конкурса «Фестиваль тувинской баранины». Как вы уже сегодня видели, наши участники презентовали свои домашние заготовки, пробовали отгадать завязанными глазами на вкус продукты, которые были им предоставлены. И вот сейчас завершается второй этап. Это воспроизведение представленного блюда. Наше уважаемое жюри из 6 наших участников выберет 3, кто завтра поборется в финале за самые главные призы и за звание лучшего победителя фестиваля «Фестиваль тувинской баранины». Вам, дорогие зрители, желаю всего самого лучшего. Любите наши национальные продукты. Всего самого лучшего. Здоровья, не болейте. До встречи в прямом эфире ровно в 12:00. Сейчас наш жюри подведет итоги, и завтра мы узнаем, кто прошел финал. До свидания.